Parce que t'es mutchéna. Чем целевать? Одному своему товарищу Здравствуйте, сказал, Хармат, прочитай. поддерживаю то, что вы делаете. Одному своему товарищу сказал, прочитай 9.29 и спросил, как относишься. Он покраснел и говорит, я не знаю, что сказать, хочу молчать. Я сам христианин. Благодарю за донат. Понимаю его. Здравствуйте, Пармат. Поддерживаю то, что вы делаете. Я родом Узбекистана. Вы настоящий человек с большой буквы. От души респект вам. Благодарю за донат, дружище. Спасибо большое за теплые слова. Последний вопрос, Анна. Потом оставлю. Hak Nüra. Стоян биконом юпас. Пельч. Саума нюка. Ака юара мёздик керчен ты не суета. Астам бац, ака и цапы. Noch чуть нормальная. Что шадок шлери и ему. Жиптишен харами не ял, короче, война харами изоке. Сега йойлде, йох глорис сега, лили я тут сахульцер. Доктса долоцу джижк. Цундешен, и все яхлоде, харами не. Из война, короче, жиптиш харами не ял, харами ешет как. А то, что там пот, он превращается в мочу, там вот это все у свиней, то, что живет в своей грязи. Надо отсухать. В своей грязи там курица в какой грязи живет, бат в какой грязи живет, там, баран в какой грязи живет. Ну, свинью дома разводи, короче, у себя в комнате, ну, не будет там в грязи жить. Корова в каком дерьме там лежит, весь там, бывает там уже сухое, все дерьмо на нем свое же, короче. Понял тебя. Салам алейкум, Хармат. У меня есть такой вопрос к тебе. Ты же знаешь, вот суру Нун, клянусь письменной тростью, и передано Ибн Аббаса, что Нун это, как это называется, рыба большая, да? Мусульмане в это реально верят, да? Я хочу узнать. Ну да. Ну, серьезно? Настоящие мусульмане, как Яндави, например. Ну, сунниты в это верят, да, сунниты? Да. Ну, сунниты, не скажу, что это верят. Вот заходят ко мне сунниты, пытаются отнекиваться, не принять, но вот чуть-чуть знающие свою религию, например, как Мухаммад Яндави, мой, короче, антагонист, противник, мой личный враг Пармата, короче. Вот я его в итоге, там целый месяц бился с ним, в итоге заставил признать это. Он сказал, ну, что 9 земель. Сказано, что это 9 земель, это не наша земля, типа это 9 земель на нем положено, бла-бла-бла. Пытался тоже отнекиваться, но принял. А вот ты говорил, вот судьба предрасположена как-то, да? Что у Адама и Мусы спор был. Вот я книгу читал, Ибн Таймия. Он как-то опровергает, короче, типа твой аргумент. Он, короче, говорит, если это оправданием, то это было оправданием так и для Иблиса, так и для Нуха, так и для Худа. И он так опроверг этот аргумент. Он еще говорит, что он его, типа, упрекал не за то, что он сделал, типа, не за то, что их вывели из рая, а из-за то, что он совершил грех. И, типа, ну я да, не понял, так он отвечает. Так он ему отвечает, ну, у меня не было выбора не совершить этот грех, потому что Аллах мне записал этот грех еще до моего сотворения. И вообще он ничего там опровергнуть не может. Если он не пытается опровергнуть, он пытается опровергнуть своего пророка и своего Аллаха. Я не знаю, что ты читал у Ибн Тайми, но не думаю, что он такое мог говорить. Какая это книга? Аль-Убудия. Аль-Убудия, да?
Да, да. Ну, я поизучаю ее. Ну, в любом случае, 99. в любом случае, Ибн Таймия, конечно же, он будет там что-то пропукивать, потому что, ну, это же бред, его надо как-то пытаться обосновывать. Но мусульмане говорят, что он один из самых лучших ученых ислама. Ну, да. Так для меня он кто? Для меня он никто. Я же сказал, что я работаю с исламом Мухаммед, с исламом из 7 века, а не с тем, что там они в 13 веке, 14 веке, познакомившись с греческой философией, наукой, выйдя из этой своей пустыни, развившись, начали философствовать и что-то там пытаться какую-то, как в иудаизме сегодня говорят, там 4 уровня толкования. А вот я Каббала, видел... там это все создавать, мне это не интересно. Я вот с писанием работаю. Мухаммед Вот, а я сказал, видел... полный бред. Вот все. А то, что там Таймия пишет в своей книге, что-то он пытается сделать, это его личное мнение. Это не пророк. А в качестве для самого мусульманина, в качестве для оправдания перед собой, для себя, он, конечно же, сделает Ибн Таймию пророком Аллаха, и ему будет поклоняться. Примет религию Ибн Таймии. Но для меня он никто абсолютно. Вот, короче, мусульманин, человек, который сейчас стать мусульманином, он обязательно должен верить в то, что земля на рыбе находится. Это как факт, да? Если он это отрицает, то он не мусульманин, получается. Он отрицает Коран. Нет, Верно? не должен. Нет? Нет, не должен. То Салафу Салях утверждает, вот он должен верить. Вот кто утверждает, что он салафит, Салафу Салях, следует первым 3 поколениям, ну, первым мусульманам, Мухаммеду, его двоюродному брату, его сподвижникам, что он верит в ислам в чистом его виде, как верили в первые поколения, он должен, да. Если он не верит в это, то он не салафит. Ну, понятно, понятно. Все, спасибо за ответ. Harman, samengaat met jou. Zoals dat je leren, wat gebied telecom, zijn burgerlijk deswerk обычно. Ada dat stop beach. Secretary Эдл, адат, да. Idle over. Эдл, ол, ламас, шел, ламаст. Эдл, ламаст. Ламост. Idle, да, в переводе на русский. Да. Законы, Его. традиции. Все. عادة ميشر ديالو باير عاد واش Адат, арбудваш. типа Изи бог, дуй на арбудваш. все Да, так. вы дуаш долша, вы арбудваш использовать. Он деш. Вы на дойду арбудваш, короче. Ну да, конечно. Да. Дигда айдол и стуби, чего ж хочется. Тейпан тело, чули получается. Ну, уля. Тейпан увечь. Обязательно ногче халвези. Це везде. То есть любой национальности сагола, фо стубяха, хатейпан чу хайес мекшуха. Ну, так под свое покровительство, вот, отвечает, и говоришь. Ага. Короче, особенно. Все, так то. И через все поколения, короче, уже ногче хулкуш. Реально? Вижу за Аронсом. Айдол Уже ногче чуа. Ногче тилец, ногче ка. Ein began zijn woord daar oos maket, ja. Nu is dat nogtje goed. Так то. متعقب بقى حتى لا تستطيع الميكروفون يوريسو هذا المشاهد. Вечер добрый из Иерусалима. Арманд, скажи, что в исламе происходит после смерти? Ведь они так помешаны на следующей жизни, которая после суда, если он будет. А что в промежутке, когда шахидами стали они? Ну, если шахидами они стали, то они видят сразу полностью голую шлюху, то есть гурию, который там, как в индийском фильме видел, бежит такая. Все вот эти шары свои двигая, у них Аллах в Коране прямо указывает
полногрудые девы. Вот такие полненькие груди там. Шуф. Шахид как умирает, сразу видит ее. И иногда случается, они действительно ходят, у него штаны были мокрые. Типа он кончил штаны. Бывает так, что, ну, по исламу, что шахид кончает штаны. И потом объяснение этого, что он увидел гурию, свет гурии увидел и сразу кончил штаны. И Павел, он а без если суда освободился. И он как бы, ну, чтобы стать шахидом, вообще, чтобы ты понимал, как нас программировали, так, как нам пропагандировали, чтобы мы шли на джихад там и в Сирию, и в Афганистан, куда угодно, лишь бы мы, короче, такие пассионарные, как это называется на русском, такие активные чеченцы, все, чтобы мы сдохли, они нам эту пропаганду постоянно крутили. И тот же Тимур Муцраев своей этой гитары. То есть после смерти промежуточные это могила, могильные муки так называемые. Что за ужас они там показывали нам? Типа в Аравии где-то выкопали могилу. Какую-то картину грабаную опять из той серии про этих русалок, девушку, которая кинула Коран и превратилась в крысу. Из той серии картинку показывали, видео, там с этим гребаным нашидом еще шугающим, что раскрыли могилу в Саудовской Аравии, у него бедра то вот так сошлись у трупа, короче. И труп такой, полу истлевший такой, с глазом одним, короче. И типа это могильные муки. То есть в могиле будут муки, если ты... То есть изначально до суда ты уже узнаешь, куда ты попадешь по исламу. То есть до того, как Аллах тебя засудит, тебя судят два ангела. После того, как в могиле тебя хоронят, наливают воду и уходят, ты типа оживляешься, к тебе приходят ангелы, два ангела спрашивают, задают три вопроса, кто твой пророк, какова твоя религия, и что там еще было. Ну, еще один какой-то вопрос, короче. Если ты хороший человек, праведный, тот, кто попадет в рай, то ты сможешь ответить правильно на эти три вопроса. Если ты человек, который попадет в ад, ты не сможешь правильно ответить. И тебе придет черный такой человек, очень, ну, уродливый. И это типа твои грехи. В виде человека твои грехи придут к тебе, будут с тобой в могиле жить. И тебе окно, там, что-то в ад, типа, короче, мучить тебя в могиле, сжиматься, разжиматься. Там тысячелетия тебя в могиле будут мучить, потом ты в день суда воскреснешь опять, из могилы побежишь на суд, земля будет ровная, солнце будет приближено. Люди будут плакать, там до суда у вас слезы уже все заполнят, потом слезы кончатся и кровью будут плакать люди. Все будут искать тень, но будет тень только у Аллаха, и тот, кому он только разрешит, найдет эту тень. То есть у Аллаха есть тень, чтобы вы понимали. Аллах материален. У Аллаха есть тень. Ага, приехали. И, в общем, вот это, ну, это ужасы. И под этим солнцем придется стоять 50 тысяч лет. То есть суд будет проходить 50 тысяч лет. В общем, единственный шанс, чтобы избежать все эти ужасы, это пойти и сдохнуть во имя Аллаха. То есть стать шахидом. Тогда тебя сразу горе обнимает, даются тебе два крыла, и без суда и следствия ты сразу попадаешь в рай. С крыльями. То есть суда у тебя не будет, если ты шахид. И вот сначала нам все эти ужасы рассказывали, а потом рассказывали, что вот шахидом станешь, попадешь в рай. И все шли и подыхали, умирали за эту сказку, за это ложное обещание. Вот, в принципе, коротко, если сказать. Вот так Почему такой использовался дескриптивный язык, там, все так на гитарах показывали, все там в аду, там, 7 локтей или сколько там, цепь в одно место, потом там гури с огромными этими движениями, то есть почему такой язык использовался именно?
А если мне нравится маленькая грудь у девушек, а мне буря будет с маленькой грудью? Не вариант. Не бывает, там есть жемчужины и мальчики, если что. Все понятно. Raskamo büyüsüz темers обсудить тирач. Вот. Говорится так, что Аллах знает все, всю судьбу человека. То есть, какие поступки он проявит, то есть у него это все записано. Он не только знает, да, он записал это все. Да, и вот при этом говорят, что Аллах дает человеку выбор, правильно? Но в чем заключается выбор, если он уже предписан у него аж на бумажке? Но они Получается, отвечают. Они отвечают, но ты же это не знаешь. То есть ты же не знаешь, что Аллах тебе записал, поэтому делай, что хочешь. Но то, что он сделает же, это уже предписано. Но ты же это не знаешь. Вот их ответ есть. Кстати, а то, что Земля плоская, в Коране же написано такое, что-то похожее? Или где-то? А ты можешь сказать конкретно где, чтобы я, если что, это себе запомнил и мог кого-нибудь подъебать этим? Бьем, что не знаю. Там говорится, там много аятов, разослали землю, расстелили землю, Дахага. Ага. Дахага, если ты посмотришь, это обозначает, вот, например, ковер, он свернутый, и ты его вот так расстилаешь. Ага. А дальше уже ты устанавливаешь плоскость земли в исламе с помощью хадиса Сахих Муслима, где Аллах говорит, что каждую треть ночи, посланник Аллаха говорит, что каждую треть ночи Аллах спускается на самое нижнее небо, говоря, если просящие сегодня, чтобы я простил, если просящие, чтобы я им дал, и каждую треть ночи он спускается. То есть, если земля круглая, то каждая треть ночи постоянно на земле. Она не кончается никогда. То есть Аллаху пришлось бы, если бы в исламе земля была бы круглая, Аллаху пришлось бы постоянно здесь на орбите находиться. И вместе с треть ночи крутиться вот так. Пока стоит земля. Дофига как-то работы на него падает. Что? Дофига работы на него падает, тогда получается, что ему придется... И получается, что он вообще не может на троне сидеть. Он никогда на троне не может сидеть, потому что посланник, в этом хадисе сказано именно, что он спускается. То есть он со своего трона спускается в треть ночи. А если он такой вот мощный, скажем так, зачем ему вообще трон? Он же может там где-то в космосе ноги закинуть или, не знаю, на планеты разные смотреть. Зачем ему именно трон? Таково было примитивное представление божества бедуинов в 7 веке, который там. Там сам прочитай, какой интеллект у этих людей был. Ты просто не представляешь, какими убогими они выглядели 100 лет назад. Нам фильмах представили их какими-то там мощными, с бородами, там, зачесанными, мощными такими белыми европейцами. 100 лет назад, вот давай я тебе сейчас картинку покажу, 100 лет назад, как арабы выглядели. А потом представить 1400 лет назад. Видите, да. Его модула.
А это типа арабы они, получается? Да, или как? да, это 100 лет назад впервые, когда фотоаппарат все это придумали, снимали. Ага. Офигеть у них лица, конечно. Конечно, это друзья. Вот так они выглядели Ага. 100 лет назад. Офигеть. Парма, слушай, а вот, допустим, у меня же харам получается. А если я ее, допустим, выращу прям в идеально чистых условиях, что она, ну, блядь, сиять будет, я могу ее, типа, съесть в таком случае? Нет, нет, С харам? не можешь, нет. Ты можешь только в одном случае, если с голода умираешь. А, ну это да, это я знаю. Да. Интересно. А если бы Мухаммад знал, что у них там нефть, интересно, какие хадисы бы он их послал? Как Типа- вычитаю, дружище. Да, там нефть появилась, о, это Бог не спаслал нам черную жидкость, чтобы мы ее собирали для меня. Такой вот хадис Бог не спаслал. Я вам его Вот, рассказываю. смотри, вот, смотри. Вот, пожалуйста. Офигеть. Вот такими они были, вот такими мы их себе представляли 1400 лет назад по фильму сирийскому, снятому отцом Башара Асада, Хафизом Асадом, спонсированным. Пророк Мухаммед, который мы, помните, посмотрели и все, короче, там бешенство ударились исламское. Вот в этом фильме они так выглядели. А 100 лет назад вот слева как они выглядели. Ты представь, 1400 лет назад, как они выглядели. Тем более, Мне интересно, как они с таким видом вообще кого-то в свою веру обращали. ну, чудеса нефти. Чудеса нефти, вот. Они ж как Вот. они ж ужас наводили, они как, ну, не люди. Они просто разрывали женщин, детей, и насиловали. Это поворот не туда. Да, я даже поворот не туда не видел. Настолько страшно. Вот еще. Вот такими нам хотят представить этих чурбанов 1400 лет назад. Такими они были еще 100 лет назад. Я слышал от одного человека, что был то ли хадис, то ли сура, я особо не вдавался в подробности, что во время войны там можно кого-то убивать, гасить, что-то такое. Но при этом он мне, знаешь, как заявил, что эта сура или хадис работали во времена пророка, и типа после этого, после этой войны, эта сура типа отменилась. Ну, кто ее отменил? Он? Ну, не знаю, он Он как-то это так преподнес, что она отменилась, не работает. Мгм. Да, мы сейчас и так и поверим ему. И все 100, там, миллиард мусульман последуют его мнению, его отмене. В чем был вопрос? Какой последний был вопрос? Да, да. Мы рассказывали про харамность свиней и про то, что внешний вид их, про нефть еще говорили. Не, да, свиней что-то там. Сейчас, что там было? Да все оставь. Ха-ха-ха, черный человек из Аль-Суд, которые ездили верхом на пророке в пустыне всю ночь. А про шахидов обещание прямо из Корана или Сунна? Про шахидов обещание это Сунна, но есть еще, что ну, про большие груди это как бы из Корана, а то, что именно шахиды там так попадут, это сады праведных, там хадис и в основном, да, все хадис. Пармат, на секунду чисто перебить. Такой, это я автор истории чеченского народа. Кажется, Лечи Ильясу. Не история, культура чеченского народа. Культура, да. Лечи Ильяса. Все, кайтон. Девресхил. Марш Айлсон Абюта. Адыгер. Большое.
Или оно одно другому противоречит, как обычно бывает. Спас ответит. Да, там оно противоречит, там, потому что в Коране Аллах говорит, что подуют в рог, и вот они устремляются к своему Господу из могил. И они скажут: «О горе нам, кто поднял нас с места, где мы спали?» То есть эти люди находятся по Корану в спящем положении. А хадисы мы переключаемся, эти люди там в могиле такие муки испытывают, все знают, окно им рубят в рай, если они попадут, им окно рубят в рай, и они дожидаются суда, видя через окно рай. Если ад, то ад видят. То есть они никогда там не спят по сунне, по хадисам. А в Коране там они выйдут из могилы и скажут: «О горе нам, кто разбудил нас? Кто поднял нас с места, где мы спали?» То есть они находятся в спящем положении и очень удивлены своим воскрешением. Конечно, как там все противоречие на противоречии, только противоречие на противоречии. И вам спасибо за донат. Ребята из Ингушетии переделывают ингушский алфавит с кириллицы на древнегрузинский. Как считаешь, можно сделать так для чеченского? Уникальный алфавит можешь сделать на русские языки, узнаваемые международно. Камила Сагаипова, благодарю за комментарий. Да-да, ну я не лингвист, я не знаю, не могу сказать. Брат, в рамках христианства, благодарю за комментарий, в рамках христианства ты сейчас занят тем, что вводишь людей в свет и добро из тьмы. Благодатная миссия. У нас предопределения нету, походу Святой Дух работает. Желаю тебе достижения цели. Благодарю за донат. Пармат, дорогой, разве Муха не говорил, что лучшие из мусульман его поколения, а потом уже будут все хуже и хуже? Как всегда, он был прав, что ты доказал этими фото. Ну, лучшими не в плане одежды. Они там год один раз, когда дождь шел, и то купались, ходили, короче. Одни вещи там всю жизнь носили, тоже не отличались особо. Из дерьма омовения брали. Не думаю, что это. Худшими имеется в виду в плане долбежа об землю головой. Но они долбились больше, чем там позже кто придет. А также он, кстати, говорил, что украл из Библии эту цитату. Блаженный вид, когда там Иисус говорит какому-то апостолу: ты веруешь в меня или что-то такое? И тот отвечает: да. Иисус ему отвечает: блаженные верующие в меня, но не видевшие. Или не увидев меня верующие. То есть те, кто вообще не видели меня, но уверовали, они вообще типа, ну, крутые. И Мухаммед то же самое говорит, короче, типа, по-моему, он говорил такое, если не ошибаюсь. Что там, типа, которые не видели меня, уверуют и так далее, они будут там очень крутыми. По-моему, было такое, если не ошибаюсь. В моменте затерялась у меня с головой ссылка на Мухаммеда что-то. Смотри, Парма, сейчас начнется. 3, 2, 1. ТикТок. Ой, включай микрофон. Хажла, это тебя буду. Сейчас, Парма, дорогой, разве Муха не говорил, что, как всегда, он был прав, дочитал, благодарю. Парма, куда шел? И переешь. Он дошло. Он дошло. Там бяшу, он там это. Из хумов, гамер был, мочо, настроен. Хуаш был, я, гамер. Хуаш вот я. Хуаш. Тило, дела, ара, абьё дошсалам, цецуя лохсу. Туманно, не долго бичара. Парма, когда ты был, боишь. Алхамдулилlah, дык он. Как говоришь, надо заховать, парма ты говоришь. Парма, а це мой, а он это. Пармат.
صدقني شو مش كويس. Parmak satıyor parmak. А ведь Алена, что день худин дуешь, но хочешь лезть день дуешь. O stadin yolu uçtu. Ну, суна за холодно, за ночью стало лезть. Хорошо, сказать, чтобы они так не разговаривали. Ну, новчих это, Да, нужно сказать. новчик, стадин, да. древности, хуну, религию, ну, конечно, и Ha, novçu religi hılatal, novçu religi hılatal, novçu Yaşam ночью царона кеш малыш в любом случае. Yaşam lokçu, religi sağlıkçı. Yaşam, değil o yaşam lokçu. Дел тишел, тишел, дел худелу. Мацхайна тишел. Змусил дентелации ночи керст хала, керст дентелации языч хала идола поклонник. А до этого адюцек хала хали делатиш. Ну, христиан, что головой, я бу солдат головой. Ой, и чалц, кей галиду, кашкали ярави долуа, дели бош. Язычник ждуе, инза дуе язычник. Ну и же Войнука цагезик долда, войнука цагезик долда, диаджан христианч. Юла бусал диаджан цагезик долда. Бусал наха угар биохумшни села, войнука угара ямартумшни села, войнука именно бусал дин. Ты иди наш боюш. Шай нохч бакуа елшеги. Din tilēci ča sūličunu tjāvērtana, I din ticaločpo nokčiš dual duambinacer. Štjāmartum šukā jāržan, I busot din djāržan šdūstā, I što olšie dujuštūje, I jāmartum špānjā. От Ну вот все лишь надо видеть. Всю дорогу, всю историю вы пятую он БМБ, это назаришь. Всю лишь именно. Сūliš, да, to sūliš šai makar ēpēsan vēl tag vai teiloci, karoči, vai ņupjām nē liedina, šai teka sūli bātuši. Novči buši imina, jo tu jāveitan dābācu Dagistāni jā, karoči. I kobalcavāš pal, I sūlišam dāltu ambina, vai nē. Šai nāvien, šai novči bēdano, nē. Sunt jāveitan, ca šariatu, ca jū, karoči, ca Allah, kādu, ca Dievs mani urdu, čīš pūk, traļaļā dahpinā, poštol, karoči, zaddači hirdoin, ko Bog dah, un šariatu latu Dievs boš. Izadnaškā, jarčijāguš, sunt jāveitan, boš, ambina, ot jākil gēza. Šai sūliši ērpēsani. Ну, цермахка даже, лемнашка, беда, кое носишь, вам церер, чуцераш, цергал, чуцераш. Лемнашка, эрен араби, надо вам. Он зажал, докч эскаран дал. Это вот, дамаш садугаш, дамаш садугаш, чуцеран, чуцераш, ищ цемина царис. Ha? Ночишь. Imam Šemila jāveitan bol novčiš izdilielina. Имам шамилца болосы, шоу там был, замом ча болосы. Nu, šoltom, nu šoltom. 99-й, 2000 года, футбол бац. Давай, иди, чувак. Имам шамилочка на бадиш, бола, хок, давай, чего, инзери. До сих пор с тобой, да, брат? Eba. Kstати, ще Мансур. Viņš neroja, ka tā būtu tikai tāpēc, un его ицак цагалар, его ночью чвац, а хил цагалар. Шема уже ночью цагалар. Ka tā būtu tikai tas, un es käsu hinza svāl цагалас, un однозначно būk šā biega oštā. Чтоб tā, короче, камялвилоч, да, сплавилища, молодшие, бугайцами. Но и цяла нюш книга, да, имам Шамилин, да, усой пока что, цуналец, Андеш, Кавказская война, короче. Тут я аше Мансурит заняться иду. Вот имам Шамилин, Имам Шамилин, хозяин.
из царский генерал Халамабова, из вам Давай, Багдад, Масана Волштаризм, царский генерал, настоящий бусот таколоис. Как полагается, короче, царил, кул, нохчел, шей, цар, раздел, цар, хомойоч, дек бусот ниндиан дочел, сага ишткаец, любой. Вот такига нохчел яти, пос бусот, тага любой он дуахкадук, любой ауэс, любой он доцу, цунбат, кетмаш, короче. Он и предатель, но для него это не предательство, и бусол был. Он найдет себе оправдание, короче, и уедется и да, боится и созудится и короче, соберешься да и сдаться да деза, спасти и балуй. Через такая вот социалом шпидумать ты оправдаешь. Сдаться до царя. И он война, что ночью не сдаются там до конца, бла-бла-бла, уж в этой там будет, бусотки там брать. Цаула, имам шемин люа, и ярч ночи яга яш. Чемерлайт шо, бурдюк чо, дом, короче, вошат бин, чудилан хашариат, лаву арбоша. Чемерлайт сунта, дуамбар, язычник шуэхелар, цуахагоит война, цаашер мансур вайхелла воци, цуаца бусалтин, вай чуа дашина доци, даватина доци. Цуабусалтин, даватина лча, имам шамис, Vajenška, Jarčija, Gajaš, šariat, Ticalov, Pusodin, Ticalov, šariata, prvočija, Цели тукум шлалцун дамбеш, цуницун шариата и прихочия, чаволавай шариату. Языческий, знамя волши. ночью инда бог ехал, бог едет, якону хлопенят, суа, земляш. Бог чуешь, да, хлева, ночью ходили, ночью. Шайл история, я езин, спинца, бог ехал, бог бронзового холя, медленного холя, ночью шлеваш. Шайл ты членашка. Я лечу меня, я как меня, ход меня суе. Армак, не осветишь историю про Альзу. Дэвид вот неплохо ее выводит, проверено, или она не очень достоверна. Еще у Будак, у Вуда компромат на их местных даватчиков был. Вряд ли местные менее гнилые по сути. Ну, конечно, никакие. Ну, Альзут, я смотрел, Муснади Ахмада приводится этот хадис, он недостоверный. Это недостоверный, слабый хадис, слабый. Аль-Арнаут, это самый последний мухаддис, по-моему, он еще жив, или недавно только там умер, короче, не знаю. Аль-Арнаут его зовут, посмотрите. Он исследовал именно Муснад имама Ахмада, и он говорит, что этот хадис слабый. Поэтому я Доброго времени суток. Пармат, сейчас, секунду. Пармат, мне вот интересно, если Аллах все создал, зачем тогда Он создал свиней? Можно было бы же тогда не создавать? Ну или меня зачем еврея создал? Не знаю. Благодарю за это. Не знаю. Может, чуть-чуть, чтобы мусульман побаловать, чтобы им было кого убивать, там, кого резать и так далее, чтобы они повеселились, чтобы их испытать чисто. Ну и ради них, короче, все создано ради их пророка, там, и так далее, бла-бла-бла. Сейчас, секунду. Господи Боже мой. Прикинь, в каком... Освободил. Прикинь, в каком ахире сам Мухаммад. Насколько далеко все зашло. Почему
вечерний стримишь. Мне там, короче, я забыл его выключить, галочку, короче, нажать. Но у меня OBS рестрим 5 площадок сразу там эфир транслировался на 5, на 4-3 платформах. Я забыл ее отключить во время чат-рулетки, и они канал мне забанили. Поэтому как бы не стримлю. Благодарю за донат. Пармат, брат, с 8 марта девушек поздравляешь, и как мусульмане относятся к данному празднику? Ну, мусульмане хватаются за все, чтобы любой праздник отменить. Там только 2 праздника в исламе. Это Курбан Байрам и Ид Аль-Фитр, по-моему, называется. После Рамадана, когда они друг друга поздравляют, там ходят друг к другу в гости. Вот эти 2 праздника. Остальным ко всему они, конечно же, негативно относятся. Только арабские 2 праздника можно. Свои чеченские там, и так далее праздники нельзя. Это все харам, братан. Только арабские праздники. И это не арабизация. Ни в коем случае это не арабизация. Одеваться как арабы. Носить арабские имена. Как можно больше говорить на арабском. Пытаться говорить. Праздновать арабские праздники. Ну, это не арабизация, братан. Ты это придумал? Арма, ты есть воля и разум. Посылаем тебе и твоей команде привет. Желаем 1 000 000 последователей. Благодарю, аноним. Благодарю. Спасибо большое за донат. Говори, кто там хотел сказать? Пару вопросов могу задать? Да, можешь. Вы себя кем вообще позиционируете? Вот с какой точки зрения вы на мир смотрите? Ну, с точки зрения, как чеченец. Как чеченец. Тогда последний вопрос. Вот вы активно ведете TikTok, скорее всего, еще на каких-то платформах. Какую конечную цель преследуете? Избавить свой народ от обмана под названием ислам. Может быть, это надо делать внутри народа? Каким образом? Ну, это уже другой вопрос. Может быть, вы вообще не на территории РФ? Ну, я это и делал внутри народа 3 года в Телеграме. А потом выкладывал это на YouTube, на чеченском. Мне там 2 года умоляли и просили, чтобы я говорил на русском, и вытянули через... Абсолютно не имея никакого желания, перевели полностью на этот русский язык. Все понял, вопросов не имею. Доброго времени. Доброго. Пару слов. Приветствую всех. Хотел следующее отметить. Касательно сканирования склепа. Вы не представляете, насколько это дешево. Это ерунда есть в каждой стране. Ее просто нужно демонтировать, привести к этому месту. И все, и этот товарищ бедуин может сидеть в плащ-палатке и наблюдать. Это вообще, то есть, это у всех есть. А по поводу свинины еще что хотел отметить. Наверное, они просто не видели ее. Поэтому вы как-то раз говорили, то, что они, я не помню, какая это была запись, но что-то типа иудеи делают так, а мы будем напротив делать по-другому. Ну, видимо, свинина вот прилетела вот тоже в эту часть. Нет, наоборот, не полетело в эту часть, потому что иудеи тоже запрещено для иудеев. Спасибо. И они как что бы, есть. просто взяли это оттуда. Благодарю. Просто сплагиатили. Они же и Соломона, и там Иисуса, и все это тоже взяли у них.
каких-то местах они полностью противоречили иудаизму, иудеям. Ну, по сути дела, это и есть, можно сказать, иудейская секта, иудо-христианская секта. Ислам. Ну, возможно. Не берусь спорить. Я вот ваш твиттер, я еще вот вчера, позавчера подумал, вам его блокнули. Потом нет вроде, на месте. По поводу... Вы как-то раз говорили, что что влезть. это... Мухаммед ибн Салман, ну, наверное, это больше 10 лет уже прошло, объявлял реформу касательно ислама. Вот, ну, я к тому, что вот... То есть несоответственно. Но вам не кажется, что реформа уже идет полным ходом? Ну, опять же, она идет там, где она должна идти. То есть идти вот именно на постсоветском пространстве, в том числе и русскоязычном пространстве. То есть там, Реформа чего? Ну, ислам. Наоборот, То есть адаптация. сейчас идет Добрый вечер. именно Выскажите, возвращение к пожалуйста, истинному свое исламу. мнение о гражданской войне в Ливане Полностью по всему 1975-1990-е годов. Только власть Как это в течение пытается 20 века доля ограничивать, мусульман выросла с 20% до преследовать там, в 80%, Узбекистане, и как это изменило Азербайджане, страну. в Казахстане. Но это только больше вызывает в самом народе отторжение от собственной власти и дальнейшей радикализации. Я живу на Алмате, в восточной части. И вы правильно сказали то, что, но опять же, эта поддержка идет этого, ну, то есть извне. То есть вот буквально тут 5-7 лет назад я вообще ничего не слышал. В крайний раз мне даже товарищ смеялся, ты что, в Кабуле, что ли, что у тебя там кричит кругом. Вот. Нет, я к тому, что основной ваш, ну, назовем это как слушатели, большинство все-таки отрицают, ну, назовем это негативные аспекты ислама, то есть там они вот того не было, этого не было. Выскажите, это пожалуйста, неправда, свое мнение о там. гражданской войне в Ливане 1975-1990-е годов. Как в течение 20 века доля мусульман выросла с 20% до 80%, и как это изменило страну. Я к тому, что то есть строится там мечеть, там сидят муллы, там, ну, в общем, вся эта иерархия. И они, значит, то есть они не поднимают основные, ну, то есть вот это не то, что основные, ну, то есть все подряд, все информации, которые, ну, просто, как говорится, уши натирают. То есть не углубляясь в в конкретные те или иные аспекты. Вот, ну, то есть условно называют просто, вот ты мусульманин и все, вот у вас был, как, вот буквально, я видео смотрел или здесь на стриме, этот парень говорил, я, говорит, кайфарик. Я ничего не читал, я кайфарик. Я мусульманин. Я так, мне так дико, странно стало, как ты себя обозначил так резко, ты мусульманин и все. То есть человек абсолютно не понимает, о чем говорит, но при всем при этом он себя мусульманином называет. Ничего не читал, ничего не знаю, но мусульманин. Ну, это, на мой взгляд, это как-то немножко странно. Я к тому, что они, вот я про вот эту реформу, то есть они адаптируют это. То есть люди не хотят познавать, не хотят узнавать, не хотят там читать, как говорится, вот то, что там местный сказал, вот все, значит, это все, это правда. То есть погружаться никто не хочет. Просто все хотят себя называть условными мусульманами. Я вот это вот называю реформой. Дядя хорошие вещи сказал. Формат. Приветствую, формат. Формат. Вот смотри. Ты сегодня хорошую такую очень важную тему поднял.
Вот Саудовская Аравия, если они все бетонируют там в Мекке, скрывают, заметают следы, получается, вся их верхушка, она знает, что это фейк. Правильно же? Уже веками знают. Конечно, знаю. Они знают, что это фейк, и очень многие тысячи людей над этим работают, заметают следы, скрывают вот это все, бетонируют, не дают доступ к вот этим могилам пророков. А были ли утечки какие-нибудь за все это время, которые перед смертью, может, раскаялся и сказал, все это мы фейк делали, все это мы скрывали, манипулировали людьми. Были ли такие утечки? Вот кто-то такое ты изучал? Кто-то Да нет, конечно, братан, любое там противоречие, сразу обвинение в исламофобии, расизме, бла-бла-бла, короче. Нет, ну вот Спасибо. идеология, Спасибо Гитлеру. советская идеология там и так далее. Убегали же в Америку и сдавали, говорили, да, это там все пропаганда. А не было такого, который разочаровался в этом, что убегал, например, там в Америку или там куда-то и потом говорил, что все это мы вот людей просто вот за нас водили. Если такое начнет появляться, сомнения у людей сильно пойдут. Ну, такие были всю историю, например, Аль-Касими, вот этот бывший салафит, тоже трудов написал, Абдулла Аль-Касими, его книги есть у нас, скоро тоже их будем читать на эфире. Да и в халифате их сколько было там, Ибн Рушд тоже бежал в Ватикан, в Рим, куда-то там. А самой элите, я не знаю, там, кто-то из жрецов, чтобы сбежал там и говорил, мы это придумали. Зачем это? Они на этом зарабатывают. До конца своих дней они на этом кормятся, да? Я могу привести пример. С прошлого года нам в эфир на радио Маршу приходил человек, который работал муллой. Он был с Иордании, и когда он сам вот это все дерьмо осознал, он инвалид еще плюс, он в Германии, оказывается. Благодарю за подарки. И когда он к нам начал заходить, и на третий день, он когда к нам зашел и полностью начал это рассказывать, его до дома, прям в Иордании, начали терроризировать родных. Сюда забегал, короче, какой-то мудак, короче, и говорил, что ты знаешь, что ты ставишь своего брата, свою сестру, свою родню под удар, короче, типа угрожал, петушился. Вот этот человек, короче, чеченец, рассказывал, что прямо, короче, когда он сам понял, осознал, что это все дерьмо, он это оставил. И его загасили. На третий день, когда он начал сюда приходить, через террор домашний. Вот что ислам. Вот настоящий ислам держится на терроре, на лжи и на лицемерии. Добрый вечер. Вы скажите, пожалуйста, свое мнение о гражданской войне в Ливане 1975 по 1990 годов. Как в течение 20 века доля мусульман выросла с 20% до 80%, и как это изменило страну. Диман, большое спасибо за донат. К сожалению, я мало что знаю о Ливане, а тем более гражданской войне, так что ничего не могу сказать. Благодарю за донат. Я сейчас приду говорить. Там не спеши, покушай плотно. Я тут разрулю. Еще Подними локи сразу. Всех муджахидов. По 5, по 10 штук. Сейчас я глаз народа скажу. Очень многие... Подождите. Очень многие хотят персональный стрим Вендетты с форматом, как Салим Османовым был же. 3-часовой эфир, чтобы задавали вопросы Вендетты. Он боится со мной выйти на диспут. Нет. Чтобы Вендетта рассказал свою историю, это будет хайповый ролик. Наберет так же, как Салим Он у Османов. меня интервью взять боится, я тебе сразу говорю, честное слово тебе говорю. Потому что он будет бояться услышать моих ответов.
Ну, когда-то можно же сделать, не в пятницу, а вторник, например. Полный Ну, эфир, он сколько даже не выложит на канал, потому что его канал заблокируют после моего интервью сразу. 100% тебе говорю. Да. Алло, меня слышно, нет? Бисмилlah, бисмилlah. Как из райского уголка Аллаха, бада. Алло, меня слышно? Бисмилlah, тебя слышно, как из райского борделя Аллаха. Ты с гуриями или с мальчиками там? Алло, Веньета, меня слышно? Да. Все, наконец-то, я просто не могу понять. Ai, šeit kaut kas apsop, tā kā ir vārds, madīt cēnš, kaut šādi, jau tā madīts, madīt Да, والله, хумян, авас, хавен, والله, хумян. Madīt cēnš, madīt cēnš. Могу тебе вопрос Дек до марабу, табаз, люця, да. Vai, bidīt, volo. Бейт паймас, туешалак, бойте. Метчена, бауэ. Да, сацош. Бузал, да, бор, бацал, чубо, куда. О, чуахал, я шухшал, бузал, пцак. Дэр бо мечор бо, шо цабака. Цан дин дөч меткюкы. Бузал, да, бор. Бузал, как раз таки, оши, цен бузал, бо. Вендетта просто, он уже звезда, и хотелось бы его историю услышать хотя бы на 2 минуты, как это все происходило у него, он же не рассказывал никогда. Ну только обрывки. Хотя бы пока формат на намаз ушел, расскажи. пару слов для потомков. Ну, если он мое интервью выложит, его все каналы заблокируют. Он это прекрасно знает. И зачем мне давать интервью, если он все равно не выложит это. Озер поднялся, Озер мусульманин. Нет, брат, Локи, я вот как раз хотел у тебя, брат, поинтересоваться. Ты же в медресе учился, брат. Я вот так понимаю, то, что сейчас типа общепризнанного халифа нету, да, у мусульман никаких. Но вот есть духовный лидер у шиитов Иранова. Вот он духовный лидер всех шиитов, которые и в Кувейте живут, и в Ираке живут, и везде по всему. И получается, как бы они его придерживаются слова, то, что он говорит. А у суннитов типа нету общего халифа. Вот этот момент разъясни по-братски. Конечно, есть. У суннитов есть халиф Путин и Бен Салман. Два халифа. Вот Вендетта у нас еще сидит, халиф всех правоверных. Вендетта, расскажи тоже это момент, брат. Я так понимаю, типа после распада Османской империи, типа там был последний халиф и все, да, и как бы на этом история, получается, заканчивается. Только учился этот Вендетта, этот грязный. Путин, Он там Бен родился, Салман он этот и Вендетта Европе родился. ехали. У нас 3 осталось. Да, я по-братски, если вот это как бы исторический момент разъясните, простите, да, по-братски интересно просто. Это исторический момент Англия, Великобритания, Херамцам, ну это стопило, сейчас не буду говорить, у нас священный месяц. Чертямца бачим, разнесла весь османский вот этот бордель, короче, запустить туда своих шпионов, разведчиков, которые намасты делали больше, чем любой муджахид. Вошли в доверие через эти намасты. Даже когда все муджахиды спали, английский разведчик делал намасты. И когда ты просыпаешь, ого, такой мусульманин, он среди нас вообще никогда не был. Мусульманистый мусульманин. И вот через это, короче, изучив их изнутри, расколол его, потом дал оружие, сколько там, не помню, около 30 тысяч человек, хадж, которые идут делать, их завалили там, и из-за этого начался конфликт, и вся империя пошла в тартарары. Вот эти, короче, друг друга стравили, как и что. Мусульман же стравить вообще не проблема. Сейчас мы видим, даже чечено-говорящие вот эти поехавшие, сегодня в Европе, которые сидят, готовы
убивать всех, кто дома зикр делает, которые предки испокон веков делают. Они говорят, что это они беда, короче, нововведение вводят. в религию. Мусульмане, поднимайтесь, пока Курайш есть. А ты, брат, слышал, что Курайш. это что? Это Курайшит, короче. Вот сидит Курайш, срочно поднимайтесь, пока есть возможность. Пальман тут Это шейх было- Даулет Ильвайзли. У меня 7 черных поясов по Коране, кому суд Аллах. Брат, а вот англичане, они Шамиля тоже, да, спонсировали, оказывается? Конечно, конечно. Чтобы войну Ну, разжечь, оказалось, англичане же оружием, знают да. историю. Англичане же знают историю. До этого, вот между Австрией и Польшей, короче, им по морде дали вот этим халепатам, бурякатам, шарипатам. Их там остановили, когда они с Испании до Италии почти вот это все, короче, захватили. И их остановили вот тут, прямо у ворот Европы. И вот эти крестовые походы, вот эти народы сделали упреждающий удар, чтобы Ты знаешь, не ждать, что пока... это благодарю. А ты знаешь, что кефиры тоже могут, как Аллах, отменять аяты? Да, да, не проблема, почему нет? Это рабство кто отменил? Наша сестра, да будет доволен Аллах, королева Англии. Братья, а вот сейчас вот этот, там этот, получается, тоже какой-то Айтала, они официально объявили джихад. Вот как вы, братья, видите вот эту политическую обстановку, чем она вообще как бы может, как она может развернуться, какие события вообще могут произойти? Вот. Никакой джихад там не будет. Никакой джихад. Вот у нас тут сидят в Европе диванные муджахиды, мы называем их, кверхузадовцами, опущенными. Вот я им говорю, у вас сегодня афганский джихад, пакистанский джихад, шиитский джихад. Выбирайте. Это, говорит, там другой джихад, мы там не будем. Палестинский джихад. Вот выбирайте, мама не говорит. Никто не хочет с дивана стать. Вот, брат, только что тоже новость читал, то, что уже Азербайджан готов вступить в войну с Ираном. Неужели вот эти все, то, что Жириновский моменты рассказывал, там Аллах Азербайджана. толпа беженцев, типа там на север хлынет, вот как будто все вот таки разворачивается сейчас. Все в руках Аллаха. Армат, Марш Воган, у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, как ты вообще смотришь на то, сможет ли, скажем так, наш народ в целом как-то поменять свое отношение к религии? И как ты считаешь, не может ли быть атеизм неким тонким льдом, по которому может пройти там 1-2 человека, 3, но не весь народ? Или все-таки есть перспективы хорошие в этом плане? Вот, и в скором времени есть вероятность, что народ таки одумается. Я насчет атеизма я не знаю, но в любом случае, я думаю, что справится с исламом. Кому там что? В любом случае справится с исламом. До ислама было что-то тоже. Прошли, вот ислам 30 лет у нас. 300 лет был суфизм. 200 лет где-то. Прошел суфизм. Турецкая религия. Сейчас арабская религия пришла, 30 лет действует. Дадим ему одно поколение. Вот это, как их Вендетта называет тюремным жаргоном, вот это ваххабитское, опущенное вот это. Не опущенное, а имеется в виду принижившее себя, уничижившее себя. В общем, вот это поколение пройдет. Кто принимает все аяты, в которых можно дозволять насиловать женщин, педофилия, вот это все? Осуждаю. 32 32 поставьте. Это
38, просто 38. Я просто знаю, что говорю. Вот номера 929, 424, 65-4, 178. Я могу перечислять. Вот это все. Хадисы достойно, главы, нападение на спящего. Вот это все, которое принимает, я их не могу не назвать таку, потому что это все. Армат, я правильно тебя услышал? Ты считаешь, что это как некая инфекция, как некий лингвистический вирус, да? Какое-то время будет протекать, а потом мы его элиминируем, да, из народа? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Все, я тебя услышал. Спасибо тебе большое за ответ. Далее, Тубаев. Пожалуйста, далее. Ассаламу алейкум рахметуллах. Вот это другое дело. Вот это другое. Алейкум ассалат. Вала ибадиллахи салахина. Армат, скажи, пожалуйста, я натыкался на видеоролики в Ютубе. Я не знаю, это молитва или ритуал, как люди вокруг бегают, хлопают и напевают что-то. Откуда это идет? Ну, это языческие местные локальные культуры, куда пришел суфизм, турецкий ислам, которая смешивалась с национальной культурой, чтобы укрепиться в данном народе. Потому что настоящий арабский ислам, его мало кто принимал. И принимал насильно. И люди ненавидели его. И он не укреплялся так сильно. Ясно. Поэтому- А правда, что музыка мусульманская считается харамом? Да. Для мусульман харам, но пророк, когда Абу Бакр проходил мимо жилища пророка, услышал там флейту. И он спросил Айши, неужели это флейта шайтана какого-то черта играет в доме пророка? На что мать проверно ответила, да, у нас тоже есть свои национальные праздники. Пророк собрал ансарок, то есть подружек Айши, 9-летние. И там, короче, они воспевали песни, ансарки играли на флейте и пели песни. Пророк сказал этому Абу Бакр Сиддик, алло, 29-й. Аллах там, короче, не слышит, когда наши национальные. Ты меня понял? Понял. Давай гуляй, Вася. Иди куда вас. Спасибо. Я слежу за тобой. Очень нравится, как ты все поясняешь, все показываешь. И такой один вариант на азан, если вы видели ролик в ТикТоке, который делает... Это $150 стоит всего лишь. Армат, Армат, открой, пожалуйста, ссоры 1971 и 21101 вместе с 21102. Разве там нет противоречий? Так, посмотрим сейчас. 19. Я все мусульмане. 71. Ну, что делаешь? Мусульмане. Что-то одни 1971. Открываем. 1971. $19.71 у нас. Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа. Нам лучше знать, кому более подобает гореть там. Каждый из вас войдет туда. Потом мы спасем богобоязненных беззаконников, Потом мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях. То есть каждый войдет в ад, потом Аллах спасет оттуда богобоязненных, и беззаконников оставит там стоять на коленях. Окей, 21-101. Спасатель хренов. А те, кому мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что возжелали их души. Нет, это не противоречие, это другое, вы не понимаете.
Так, 21-102, да? Ну, конечно, да. Противоречие. Абсолютно верно. Мы сейчас даже заскриним и добавим копилочку твою. Арман, у меня вот еще вот такой вопрос. Какое у тебя отношение именно вот к чеченцам-атеистам? То есть те, которые, скажем так, ну, они придерживаются, да, каких-то там, наверное, устоев, больше светские, но при этом, скажем так, ну, немножко отдалены от своих культурных традиций этнических. То есть какое отношение к такого рода людей у тебя? Ну, у меня Представь вообще себе такую модель. отдалены Да. от традиций. Ну да, например, вот стали более светскими ввиду того, что они постоянно находятся в кругу там других этносов, там, ну, неважно, русских, будь то будет, да, там, европейцев и так далее. Но при этом они как бы помнят о своем происхождении, частично стараются соблюдать эти каноны, вот. Но при этом являются как бы атеистами. Как ты на такую модель смотришь людей? Ну, в принципе, у меня нету никаких претензий даже к чеченцам-мусульманам. У меня к людям вообще нету никакой претензии. У меня претензии к самой идеологии, к самим догматам. Я обсуждаю догматы, идеи, идеологии, религии и их как бы разбираю. Микрофон очень шумно. Просто вот знаешь, вот, что Если ты меня очень задал, странно... Денчик, пожалуйста, вопрос, выключи. У тебя там очень шумы громкие. Все понял. Заблуждение, Алекс. Ну, там атеист, обонежу это. Атеист, не атеист, для меня, в принципе, какой бы религии этот человек не был, ну, разницы нету. Я не отношусь к людям по религиозному и национальному признаку. Я конкретно по делам, по поступкам сужу человека. Поэтому, если он атеист, если он не забывает, кто он, ну, я националист. Если он атеист или мусульманин, неважно, он отошел от своих традиций в пользу ислама или в пользу атеизма, или в пользу христианства, неважно. Если это помешало ему и отдалило его от национальных корней и своих традиций, то, естественно, я к этому отношусь негативно. В принципе, и все. Можно задать? Все, понял, спасибо за ответ, Баркал. Формат, вот как раз всем твоим хейтерам, которые говорят, вот, Формат не любит мусульман. Ты же рассказывал, у тебя лучший друг сам мусульманин, твой лучший друг. Ну да. Вот видишь, это доказательство того, что ты как бы, если даже он мусульманин, Да им нормально. пофиг там, да им пофиг, им лишь бы сказать, что я там мусульман оскорбляю. Вот один Магомед у меня есть такой друг. Сначала он друг, потом он не друг, короче, хрен поймешь кто. Я к нему заходил частенько. Вот он не сидит и постоянно повторяет, сейчас в последнее время особенно, очень критикует христианство. Говорит, что нас убивало христианство, типа война России против нас, это типа война христианства против нас. Это тот же самый бред и пропаганда, которой нас кормила именно суфийская вот эта агентура, которая еще какими-то чудесами обладала. Вот именно этим она нас кормила, ну, помимо Кунта Хаджи. Все остальные, там, имам Шамиль, все эти суфии, именно это и говорили, что вот христианство с нами воюет, вот Османская империя большая, мусульманская, они нам помогут, мы должны стать частью их, стать мусульманами. То есть это полнейший бред. Человек показывает абсолютное свое невежество, полное отсутствие понимания христианства, что я делал, кстати, 2 года назад, когда оскорблял христианство, когда прямо оскорблял Иисуса, называл его, там, наслушавшись всяких плохих евреев, скажем так, что он родился от прелюбодейки, римлянина, который Мария спала с римляном, прелюбодейкой была, и вот так родился и насмехался над христианами. То есть это было полное мое невежество и отсутствие знания хоть каких-либо относительно христианства. И то же самое сидит и повторяет, что я говорил год назад, этот человек, что нас якобы убивало христианство.
русские, оказывается, Россия, это, оказывается, христиане. Но потом он говорит, что я бы не критиковал ислам, потому что хотя бы из уважения к своему народу. Так в том-то и дело, тут по поступкам людей не судят саму религию. Тут из-за того, что там в Афганистане есть бачабози, никто не говорит, что ислам это бачабози. Или чеченцы это бачабози. Тут именно обсуждается на моей площадке. Если в следующий раз ты будешь говорить обо мне, на моей площадке рассказывается именно об идеологии, о религии, критика самих постулатов религии, его приказов, заветов, его запретов. А ты сидишь и критикуешь светскую страну, точнее христианство, связывая его с светским государством, то есть с Россией. Ты не так должен, если хочешь критиковать христианство, ты должен открыть книжку «Учение Иисуса Христа, Новый Завет» и начать показывать, где Иисус говорил убивать, где Иисус говорил навязывать религию свою, где Он говорил навязывать свое учение. Потом через минуту у тебя шизофрения развивается, через минуту ты начинаешь говорить: подставь вторую щеку, там, это то-то, там, врагов уважай, там, бла-бла-бла, что это типа что-то плохое. Так ты определись. Христианство это подставить вторую щеку, либо христианство это о том, чтобы навязывать это другим народам через войны и убийства. То есть тебе надо определиться. Это одно. Второе. Если критикуешь христианство, как я уже сказал, возьми книгу, саму идеологию, сами догматы критикуй. Потому что я не критикую ислам по поступкам самих мусульман. Не по поступкам их, а саму религию, саму идеологию. Открываю ее, показываю. Тафсиры, толкования, хадисы, аяты и все остальное. Это делается как раз таки из-за любви к народу. Потому что мы хотим, чтобы наш народ понял, чем ими управляют, как их вообще втянули вот в эту 300-летнюю вот эту войну с Россией, вот с русско-турецкие вот эти разборки. Как нас втянули именно через эту религию. Как нас 10, 20 лет назад, 30 лет назад через эту религию выставили на весь свет террористами. Кто об этом говорил? Ты видел кого-нибудь, кто вышел и говорил: эти люди не поступают по чеченским традициям. Чеченцы не являются террористами. Ты видел до меня хоть одного человека такого? То, что Абдулла Анзоров отрезал голову, осуждаю, французу, учителю Самуэлю Пати. Ты видел, чтобы кто-то вышел и говорил: он поступил как подлец по чеченским законам? Не пишите в газетах «чеченский террорист», «чеченец-террорист». Вы же, когда арабы, пакистанцы по всей Англии, по всей Европе совершают массовые изнасилования маленьких девочек, даже их национальность не упоминаете. Их религию даже не упоминаете. Когда араб совершает преступление, изнасилование, убийство, массово по всем странам Западной Европы. А когда чеченец что-то там делал, писали: чеченский террорист, чеченцы, террористы захватили, чеченцы. А сейчас ты видишь это где-нибудь? Сейчас где-нибудь тебе выходит, вылазит чеченский террорист. Ликвидировали чеченского террориста где-нибудь в Европе. И видел ли ты, когда эти люди это совершали, чтобы какие-то чеченцы вышли и говорили: нет, этот чеченец не поступил по чеченской традиции. Он это сделал именно руководствуясь радикальным исламом. Исламом фундаментальным, исламом Мухаммеда и сподвижников.
то это разъяснял бы. Ты видел до меня такого человека? Нет, не видел. Но ты видел, знаешь кого? Сотни и тысячи чеченцев, которые называют его героем. Которые дома встречали его там тысячами, хоронили его. Ну, ладно, не тысячами, десятками. В честь него открыли улицу. Кадыровской, Чечне. Господи, боже мой. Так, Кадыров, тебе тоже вопрос. Ты с террористами борешься, ё-моё, или террористов в честь террористов улицы называешь? Это что за дешевая пропаганда? Ты же только вот лет 5 назад с террористами боролся. Террористов уничтожал, шайтанов уничтожал. А сейчас ты в честь шайтана, короче, улицу открыл. Это что такое? Что за резкий переход? Переобувание на льду. Вот этих ты видел. Так что теперь задай себе вопрос. Какова причина всех этих жертв, сделанных мною, выходя на эту дорогу? Какова причина? Донаты? Так я 3 года этим, ни одного доната не получил, 3 года. В Телеграме сидел, пока меня не вытянули сюда. Пока меня не чеченцы там год не просили говорить на русском. Причина только в том, что, чтобы очистить постоянно, уже 1000 раз это повторял, каждый день это повторяю. Наша цель – это либо чеченцы становятся чеченцами, либо прекращают называть себя чеченцами, совершая эти подлые поступки и танцуя над могилами наших и оскверняя могилы наших предков, честь наших предков. Потому что все, что они делают, все это не относится к нашим предкам. Чеченцы так не делают. В чеченских традициях, в чеченском кодексе, в чеченском национальном коде такое порицается, такое считается подлым. Так у меня цель, либо мы становимся чеченцами, либо мы с почестями и честью хороним наших предков и навсегда забываем слово чеченец. Я уже 1000 раз это сказал. Так какова причина моей деятельности? Что является триггером? Именно любовь к своему народу, к предкам. Именно к чеченской культуре. Даже не к народу, даже не к предкам. К самой культуре. Самому мировоззрению. Полностью человечному. Национальной идентичности Новчола 3 столпа. Первый столб это что? Адмалла. Человечность. Нету разделения мусульманин, христианин, буддист, атеист, деист. Нету. Каждый человек, к каждому человеку относимся по-человечески. Нету свой, чужой, нету такого. Вот это первый столб национальной идентичности нашей. Новчола. А тут сидим, смотрим куда-то там, он безоружного на учителя, безоружного, слабого, сзади напал, башку секир, башка сделал, короче, и сидят герои, защитил честь пророка. Теперь защитите ее. А? Защитите ее теперь. Давайте. Вы ни одного француза, ни одного англичанина, ни одного человека на этой земле больше не убьете, пока со мной не разберетесь. Вот для этого я здесь и сижу. Чтобы сдерживать вот этих подлецов и шакалов. Потому что пока я здесь, у них нет то ли совести, то ли возможности, то ли права на кого-то другого смотреть и гадить по миру. Сначала им надо самой разобраться. Вот для этого я здесь и сижу. Чтобы привлечь на себя внимание всех этих террористов. Именно чтобы они не шли по земле, не гадили и не оскорбляли имя чеченец, которого достойно несли мои предки.
я из уважения, из-за любви к народу не критиковал бы ислам. Конечно, не критиковал бы. Критиковал бы ислам. В общем, вот так. Элды, разблокируй меня в чате. Я всего лишь сказала, что чеченки нужно быть осторожными, и на них снимают разоблачение. Аноним, благодарю за донат. Да, сними его. Сейчас, подождите, дайте мне донаты зачитать. Тут я пропустил. Добро. Келли, он доначку начал. Портал, донату, это реально. Так, я это пропустил у анонима. У власти РФ находится навиопы. Люди смешанного происхождения и воспитания так, что для них русский, еврей, армянин, узбек, чеченец – это пустые звуки. Это люди без национального самосознания. Ну, совершенно верно, абсолютно верно. Подожди. В Иране исламисты прячутся в гражданских объектах, они используют детей в свою пользу, это их сущность, прятаться за детьми и работать на отсталую память людей, забывают, что они делали то же самое. Воин Херсина. Благодарю за донат. Ну да, власть, верхушка вот это, мощные вот это, радикальные, да, они ничем не брезгуют, они там женщин убивают, избивают там, ну, это вообще жесть. Так вот о чем я. Будет ли выпуск про лицемерие мусульман, где разрешается смерть детей? С предоставлением примеров на основе хадисов и исторической практики, начиная с Мухаммеда, заканчивая Ираном. Будет, конечно же будет, абсолютно. Элды, разблокируем, да, читал. Ты вот сказал про чеченцев. Я за жизнь слышал столько плохого про чеченцев на основе плохих поступков. Но мои этом у меня есть друг чеченец, интеллигентнейший мужик, в театре играет, в кино снимается. Да, такие люди есть, их много, но, как правило, такие достойные чеченцы, они не хотят светиться на камеру. Потому что, скажем так, там очень, в общем, театр, музыка, там начинается весь этот срач, короче. О, мусульманка, не мусульманка, короче, ну, полный срач бывает, это неописуемо даже, что там происходит, когда человек, чеченец, достойный, женщина даже. Там сами чеченцы, чеченоговорящие, вот эти современное поколение, там что только не пишет. В общем, да, есть такие. Абсолютно. Спасибо им большое. Хармат, Да. у меня вот вопрос, смотри, хотел бы узнать и уточнить, может, ты знаешь, где можно эти источники и книги найти? И что ты, ну, вот, и обоводу, вот как это понять, где это можно вообще про свой тейп, про роду знать, вычитать? Есть ли такая литература? Ну, наверное, есть много. У Амина Тисаева там бывают разные исследования. Там. Загугли, там по-любому будет. Понял, спасибо. Просто думал, мало ли ты знаешь какие-нибудь такие источники, может, читал как-то. И вот хотел совет у тебя. Я по тайпам, я сейчас не припомню именно по тайпам источники, чтобы все тейпы так описывались. Армат, можно вопрос? Можно. Подождите, моя очередь. Можно формат? Глаз народа с Да, чата. мы стоим давно, очень на очереди. Да. Глаз народа с Ютуба, с чата, с ТикТока формат. Смотри, вот у тебя есть такие сильные персонажи, как Локи, Вендетта, тоже чеченцы. Сильные. Что если с ними сделать по стриму тоже, как ты сделал с дагестанцем? Олегом Османовым. С ними тоже, если сделать, люди посмотрят, увидят историю, как у них это все происходило. Потому что они обрывочно в эфирах и на ютубе не знают их истории. Если они вот расскажут хотя бы по часу, сделай вот глаз народа с чата, многие, мне кажется, это хотят. Даже я в ютубе сейчас посмотрел, все говорят, Вендетту надо на него отдельный стрим, там, на Волке. Возможно ли такое?
хотя бы по часу уделить, чтобы они рассказали свои истории, как это все происходило. Мысля, я тебя приглашаю в Лондон, приезжай, брат. Очень много просмотров наберет, как Салим Усманов, я думаю. Да, можно будет в будущем. Посмотрим. Пророчишь, сидишь. Когда ты приедешь в гости, в смысле? Ты меня спрашиваешь? Да. Скорее всего, никогда. Тем более... Я с тобой учился, а твой щич. Очень приятно. Скорее всего, в Англию Помнишь никогда меня? не приеду. Почему? Ну, не нравится мне Англия. Англобад. Ты закончил это училище, когда я уехал еще? Да, чуть-чуть припомню я тебя. Ага, да. Что это ты? Далеко сказал? Не, братан, Да. в Англобад я не приеду. Сам. Почему? Потому- Я вовремя соскочил оттуда. Это кто у тебя там стоит? Это, ну... Короче, Али Дава, неужели ты нашел человека, с кем фоткаться? Господи. Ну, мы же были знакомы. Учились вместе, да. Где вы учились? Ну, с тобой мы учились на микрорайоне, не помнишь? Не, со мной ты говоришь, я думал, ты с этим. Да, помню. Потом я уехал в 2010 году. Правильно сделал. А ты закончил его? Да, закончил. Нормально. Что нового там? Нравится тебе? Где? Не знаю, где живешь. Да, нравится, все нормально. Дружище босса, все привыкнуть. Лички, я здесь кузаться, мелочь. Ты там я что? Проблемец. Лички пообщаться, это очень. Хорошо, я тебя добавлю, тогда выйду тоже. Хорошо? Вопрос смогу задать? Давай, Муслим, да, я то был. Адык. Да, адык, да. Да, говори. Формат, приветствую. Как отсюда тут уйти? Я пока помогу тебе. Да, приветствую, говори. Можно коротко расскажу? Вот, короче говоря, ты только что затронул тему, ну не только что в этом эфире затронул тему по поводу православия в России, да? Что оно изгадило все. В общем, коротко расскажу. Я вообще цыганской национальности, ну, ромы. Это индоиранская группа. Вот, язык у нас вообще как бы помесь санскрита, там, индийский, такой, в общем. Чтобы ты понимал, да, цыгане, что такое вообще за народ. Я был очень верующий христианин, но когда столкнулся со своими друзьями, в том числе и чеченцами тоже, начал смотреть на ислам, понимать, что происходит вообще. Я, короче говоря, посмотрел со стороны на православную нашу веру в России, и, в общем, все, меня просто снесло, я перестал. Я понял, что это просто система управления людьми, то есть вообще никакого отношения к душе, к религии, ну, не имеет. Все это просто система управления. Вот. Короче говоря, вопрос у меня к тебе такой. Ну, во-первых, я скажу, что я просто, вот я месяц тебя смотрю, я пересматриваю все каждый день, я просто в афиге от того, что я, ну, на тебя как-то подорвался, и от твоего контента я, ну, просто, знаешь, человек, который настолько близок мне по духу, вот ты и твоя команда. В общем, очень рад, что вы есть. Вендетта просто князь тьмы, я не знаю, это что за человек, я когда его слушаю, я умираю со смеху. В общем, быстро тогда, извините, что задерживаю, вопрос такой. Скажи, пожалуйста, вот ты поддерживаешь, я просто вижу по тебе, что ну, ты гораздо выше уже всех религий, тебе это вообще не нужно.
ни концепция веры в Бога, ничего. Почему ты считаешь, что обязательно надо верить в Бога? Я чувствую себя атеистом. Я верю в антропологию, я верю в конце концов. Я знаю, там, что есть скелеты, которые находят, есть разные люди, есть вот эта вся цепочка дарвинская, по сути. Мы наблюдали даже в ковид, как мутирует вирус. То есть эволюция — это не теория, эволюция — это процесс, он идет. Он идет на протяжении веков. Иногда вот бактерия, которая перестает реагировать на антибиотик. Ну, я заканчивал химический технологический факультет, поэтому я понимаю, о чем говорю. Почему обязательно нужно во что-то верить? Почему нельзя просто жить и руководствоваться вот хорошим... У меня старший брат, он очень христианин такой верующий. И когда я с ним начинаю бодаться, он говорит: а что, я могу пойти убить кого-то, и мне за это ничего не будет? Я говорю: послушай, мне не нужно, например, во что-то верить, чтобы знать, где хорошее, где плохое. Мной не надо руководить, я сам это понимаю. В общем, почему ты считаешь, что нужно во что-то верить? Вот вопрос. Почему я считаю? Я не считаю это. Я верю. Ты хочешь верить, хочешь не верить. Мне кажется, он, наверное, спрашивает, почему людям нужна религия. Просто людям, мне кажется, нужны, скорее всего, ввиду того, что мозг очень такая штука, очень энергозатратная, людям нужны какие-то алгоритмы поведенческие, мне кажется. Вот они просто экономят на этом. Вот им сказали утром вставать, там, делать то, делать это, другое и так далее. И они вот следуют этим алгоритмам поведенческим, экономии энергии, чтобы не, скажем так, вот им все прописали, как, что и делать. И вот они тупо вот следуют этому. Я думаю, вот поэтому. Да, почему Бхармат, имея такой багаж и понимание, уже такой уровень критического мышления, почему конкретно Бхармат тоже считает, что есть Бог? Я просто вот это для меня небольшая загадка. Все, что он говорит, это для меня супер вообще под каждым словом, но по поводу концепции вот этой вот божественности я немножечко все равно не понимаю, почему ты веришь. Вопрос веры, почему, не почему, считать, не считать, нету. Это просто то, что ощущает сердце, это вера. И оно вообще не относится считать, не считать, что-то обсуждать. Я много чего слышал, много чего изучал, но сердце мое находится в вере. То есть это меня спрашивают. Эмоциональный момент. Да, можно сказать, да. Все, спасибо большое. Первый раз в жизни в ТикТоке из-за тебя, первый раз в жизни в эфире. Ты вообще супер крутой человек. Вообще прям реально. Пускай все силы природы тебя хранят. Пожалуйста, я хочу, чтобы в 70-80 еще смотреть твои эфиры на Первом канале по ОРТ, когда ты будешь уже реально всем рассказывать, как жить. Будь счастлив, будь здоров, и пусть твой... Пусть Вендетта нас радует этими молитвами как можно чаще. Перлами, да? Да, все, спасибо большое. Всего доброго. Тебе тоже. Всего хорошего. Формат. Ты еще не поднимал тему афгано-пакистанской войны? Сейчас она конкретно идет? Вот смотри. Рустам, почему ты приходишь, скажи мне, самый конец, глубокую ночь со всеми этими, высшими мировыми вопросами, решать мировые проблемы в самый уже конец, когда уже голова... Я 3 часа сидел, просился, меня не поднимали. Я не 3 часа сидел, я видел там, когда ты писал, там не 3 часа, это уже было конец, хорошо, коротко. 9 часов, 10 часов, приходи сразу. Хорошо, в следующий раз так буду. Просто коротко, смотри, вот фетвы выводят на такие мелкие вопросы, там, подмываться, как сморкаться и так далее. Сейчас война идет между двумя мусульманскими странами. Никакой фетвы нет. Замечаешь, да? Да. Ничего, исламская ума ничего не выдвинула, ничего. Там мочат друг друга. Афганистан, Пакистан. А почему? Что, мусульмане просто не задаются вопросом, почему никакой фетвы нет? Что нам делать? Что, какая сторона? Как остановить? Там продолжается, ничего не остановилось. Да. Согласен.
И еще о сложности, вот, например, формат. Татка была. Чей? Мама, говорят, горная татка была. Чья мама? Моя, что ли? Можете показать мне в Чечне Осуждает цыгана, это горную шайтана татку? Узубилих. Хвала Аллаху, что выключила его микрофон и не дала колдовать уму. У меня материнская линия Чинхо. Если Чинхо таты, то да, ты прав, дружище. На Формат, ютубе смотрите его, там есть с кем он говорит и голос другой. Да, есть. Формат, смотри, вот какая сложная у тебя миссия, да, если твой друг, вот, с которым ты чай пьешь, ты же говоришь, он до сих пор в исламе. Ты с ним общаешься вживую, чай пьешь, ты же рассказываешь, друг. И если даже он остался до сих пор в исламе, нелегкое это дело все-таки. А что, как он тебе объясняет, почему он не выходит, что у него в голове, ты же с ним общаешься? Ну, я в ему душу не лезу. Он Я мои не знаю, видео что он- смотрит, все равно со мной дружит. Так, окей, я ему душу не лезу. Но есть еще родственники, еще там люди есть. Осуждает цыгана, С ними это тоже шайтана общаются, Узубилих. как бы. Хвала Аллаху, что выключила его микрофон и не дала колдовать Почему уму. остается? Мне кажется, просто большинству людей очень тяжело поменять свое мнение насчет религии, потому что все-таки им с детства прививаются эти поведенческие алгоритмы, как социальные инстинкты, и они очень глубоко встраиваются в сознание людей, поэтому Чем это не так легко. Чем семья тебя приняли, говорят, типа усыновили тебя так, как родился с гепатитом. Гепатит это что такое, интересно? Ну, Чинхо семья меня не принимала, я говорил Ненхуай, это Чинхуай, Аболтус. Но меня не Ненхуай приняли. Фарма, а какой первый народ в Дагестане принял мусульманство? Первый. Я даже не знаю, если честно. Я знаю, как им, ну, как их завоевывали и как данью обложили мусульмане, чтобы женщинами там мясо, этой пшеницей и так далее, детьми они платили. Есть еще говорят, что лезгины до мусульманства половина были христианинами. Ну там было, аварцы были христианами, Сарир был христианским государством, аварское это царство, Сарир. Также Албания была христианская, там же были лезгины, по-моему, тоже. Эти два государства они разбили, и получилось то, что получилось. Армат, а ты слышал вообще, что тейп Гуноевский, мол, это самый последний тейп из чеченцев, которые стали принимать ислам под резней, под гнетом? Нет, не слышал. Нет, не слышал. Нет. Мне 30 лет. Осетины почему остались в христианстве? Я уже 1000 раз отвечал. Осетины вон глубоко в горах, прям посередине жили. Никакого стратегического интереса не представляли. Поэтому до них не докапывались слишком много. Главное для империи это прибрежные районы. Стратегическая местность, а не горы и люди. Арман, а какой у тебя прогноз вот по Ирану? 7 дней война уже идет. Что будет? Твой прогноз? Раздробят его? Ну, раз начали там, я думал, что вначале, что раз там быстренько разберутся, ну, Иран ответил, если это начнется война большая, то там, скорее всего, положат миллионы белых американцев. Туда тянут еще кого-то, наверное, тоже. В Европе тоже от всех белых избавятся.
основном армия там все белые. Когда рекламируют армию, ты видел западноевропейские рекламы? Там все белые. Когда там зубочистку, шампунь рекламируют, там черный постоянно в объятиях белой женщины сидит. Обязательно это, чтобы именно черный был с белой женщиной. Кстати, Не знаю, я в принципе, короче, я сейчас больше политических прогнозов делать не буду, что там очень сильно все завязано, бизнес, туда еще и, короче, замещение белых людей, левая вот эта коммунистическая ЛГБТшная идеология. Короче, хрен поймешь, у них действительно болезнь, они действительно больны, они вообще не слышат голоса разума. И поэтому, я, как будучи рациональным, логическим, критическим человеком, я перестал их пытаться понимать и строить какие-то аналитические моменты по этому поводу, потому что у них нету мозгов. Это чисто, какие-то сумасшедшие люди сейчас бродят. Ну, ты как-то предсказывал, что вот если будет война, то как бы симпатии будут вызывать, что угнетенные же там мусульмане, это наоборот еще пуст даст. И как ты говорил, это несколько месяцев назад. Вот так и произошло, вот сейчас идет война с Ираном. Сейчас очень многие на стороне Ирана, замечаешь? Даже в самой США у Трампа рейтинг же там на минимуме. Осуждаю цыган, это шайтан, аузубилля, хвала Аллаху, это выключил его микрофон и не дал околдовать уму. Благодарю за донат. Осуждаю цыган. Потому что, если надо, я дискредитирую иудаизм. Авраам. Не понял, кому ты это отвечаешь? Брат, а ты в РФ не приезжаешь? Нет, братан, какой РФ там? Меня аэропорта ногу не дадут, короче, на землю. На землю ступить не дадут в РФ, дружище. Сразу понесут, короче, на троне Рамзану Кадырову. Да, как ты усыновлен? Нет, скажи, да, чувак, запарился. Док Альберт, если ты усыновлен, это не значит, что свою боль и обиды нужно перевешивать на всех. Исчезни, пожалуйста, отсюда. Много чести тебе и так. Армат, скажи, пожалуйста, ты знаешь вообще каких-нибудь ученых чеченских, да, вот, которые, можно сказать, не знаю, может, открыли то, чего не было до них в социуме и в природе, то есть, реально вот таких ученых. Я знаю чеченцев, которые не делали то, что делали другие до них, они выжили. Это да, это тоже на самом деле целое дело, и в итоге этого жестокого отбора, я считаю, мы не просто так получили такую конструкцию мозга, а именно массу мозга выше среднего, то есть там она около 1458 грамм, то есть это выше средней массы, если средняя идет 1450, это действительно результат вот того отбора жестокого, о котором ты говоришь, то есть то, что вот мы выжили, приспособились, потому что, как правило, те, которые не имели таких мозгов, мы их, как правило, аннигилировали, то есть такие погибали. Вот массы я, конечно, не знаю, не буду ничего говорить, но говорят, да, у нас как бы в этом плане очень развито все. У нас, видишь, вот, находясь среди империй, у нас как бы не было равнины, не было большой империи, чтобы там где-то замуроваться на Сибири или на севере, где-то в Москве, Санкт-Петербурге, в самом конце, как бывает там замок или что-то там в неприступном месте делали раньше, маленькие княжества. Вот такого, чтобы где-то там в Москве или в Петербурге или еще на Урале где-то
жить спокойно, пока на окраинах люди воюют, защищают, а ты спокойно там можешь развиваться, делать открытия и так далее. У нас такого возможности не было. Мы были на пересечении, именно оказались стратегически на месте столкновения империй, что Персия, что Иран, точнее, что арабы, что турки, что Россия, что монголы, что все они именно сталкивались на этом месте, и каждый пытался на свою сторону, там политические, потом интриги, геноциды, и все это до сих пор продолжается еще. Поэтому как бы у нас не было на это времени. Но сейчас вот есть, сейчас время есть, сейчас есть возможность. Но в этот момент мы пошли и ударились в вот это вот болото. К счастью, у нас, несмотря на это, все-таки появляются люди, энтузиасты, талантливые люди, тоже продвигаются в разных направлениях. Если использовать этот потенциал в правильном русле, я думаю, чеченцы дадут о себе знать. И никому не будут в этом мире уступать. И не надо будет никакой миллиардной пропаганды делать, чтобы сказать, что мы какие-то умные. Это мы уже делом докажем. Ну да. Это, кстати говоря, официальные данные, чтобы вы понимали, достоверные из трудов очень известного нейрофизиолога, палеоневролога, доктора биологических наук Сергея Вячеславовича Савельева, если слышал о таком. То есть там как раз-таки указаны народы в России. Первое место, самая большая масса мозга — это у бурят, вторая — осетины и третья — чеченцы. И он об этом рассказывал и говорил, что в свое время очень много было хейта в его сторону, потому что он говорил об этом, когда была первая и вторая чеченская кампания, где-то в период между этими кампаниями он об этом говорил, за что получил очень много осуждений. И вот он рассказывал как раз-таки, что то, что ты говоришь, то, что мы выжили, то есть результат такого достаточно жесткого отбора, нам приходилось искать мгновенное решение каких-то задач определенных, то есть на уровне выживания. И вот, собственно, благодаря таким вот испытаниям мы и стали эволюционировать в этом плане в массе мозга. Вот. Это один из народов, то есть получается, то есть буряты, осетины и чеченцы, вот эти вот три народа он указал. Там все эти официальные данные есть, я лично встречался с этим доктором, то есть ездил к нему в Дом ученых на встречу с читателями, и вот в его, соответственно, литературе это все я узнал. Там была куча команды как раз-таки вот цитоархитектоников, то есть людей, которые изучают мозг на микроскопическом уровне. Они, грубо говоря, берут этот мозг, делят его на ультратомах, на микротомах, на гистологические срезы и изучают. Вот. И там вот как раз-таки я узнал о этих данных. Так что, если интересно будет, почитать или посмотреть его на Ютубе. Сергей Вячеславович Савельев зовут. Вот. На этого Савельева много хейта, кстати, есть. Он тоже писал, что у женщины мозг меньше в среднем по миру, и очень много хейта было от феминистов. Ну, вообще, как бы так это и есть, потому что наука вещь простая, очень упрямая, есть статистика, и те, кто его опровергали, как правило, это люди были, вот если посмотреть, чем они занимались, эти хлопцы, то есть там никого из них нету, кто занимался бы исследованием в плане исследования мозга. То есть не было. Это был Дробышевский, он вообще палеонтолог или как он. Потом был точнее один учитель, биолог из Белоруссии, вот, который обучал школьному уровню биологии. То есть, как бы я считаю, это все-таки не авторитетные были личности, и слушать их и принимать их слова на веру, я считаю, это как-то некорректно. Сегодня мне Алейкум ассалям. попались интересные коробочки. Там дело в том, что... Давайте, друзья, сейчас не уходить в эти мозги, а то я вон череп сейчас достану и буду мерить ваши черепа. Цефальные индексы измерять. Да. Давайте, да, что прекращать. Вы мусульмане? Да, я мусульманин.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Амин, амин. Alhamdulillah, Isa, я мусульманин. Бухари, Сахих Бухари, Узбекистан. А почему вы не верите в ислам? Ислам? Да. Ислам как можно верить, брат? Я ислам верю. Ислам это что такое? Аллах, пророк. Что Аллах, пророк? Почему не верите? Ты серьезно спрашиваешь или прикалываешься? Это кто такой вообще? Это Вендетта спрашивает? Бля, пророк. Абу Бакр, это ты что? Это истинный мусульманин. Абу Бакр? Абу Бухал. Аллах, Бог прислал этого. Абу Закарии. Он поставил фотку этого отца Абдуллаха Анзорова. Это Вендетта, короче. Я на джихаде был, какого хрена ты меня палишь тут? Я на джихад ходил там. Вендетта, если ты не в лесу Как живешь, операция с фугасом. то скоро тебя выгонят из дома. Я на джихаде был. Муджаду искал. Че, как там, трон осадил Вендетта? Джихад на муджахидов. Да, короче, с диванов, чтобы не стали, дергаю его за все волосы, за все щели. Вообще не встают, ба. Я говорю, везде джихад идет, вставайте, может, вообще, короче, плевать. Нет, говорит, и мне кефирские харчи слаще любых аятов и хадисов пророка и Аллаха. Вообще даже не пристают, даже не при одном аяте. Тоже вообще. Я всегда говорил, что это нам останется, этот весь ислам нахрен нам остался теперь. Никто с нами его не оспаривает, не спорит, короче. Полностью остался на наших плечах весь ислам. Вендетта, можно аят про десницы, как овладели их руки? Альхамдулилля, всегда приветствуется насилование чужих замужних женщин. Это Не осуждаю. Что было? Да, это Цитируешь аят Корана. Да, у вас кефиров не халял, у нас у мусульман это халял, альхамдулилля. Аллах нам дозволил, у нас самый милосерднейший Бог, этот Аллах, Бог, не знаю. Кстати, YouTube, что за YouTube, TikTok, что за вообще дискриминация? Что за исламофобия? Тут аяты Аллаха нельзя цитировать, что ли, я не понял. Что, осуждаем. Альянс. Там задавали вопрос, знаешь, осетинского блогера Фрета. Да, знаю, как относишься. Отлично отношусь. Хорошо отношусь. Человек за свою культуру там борется, популяризирует, призывает к культуре. Я то же самое делаю, так что мы коллеги, можно сказать, в каком-то смысле. Вендетта, у тебя азан просит. Авы, Армат, от сердца к солнышку. Авы. Посмотрел видео, где женщины лучше из людей гуляли и носили в животах по несколько лет ребенков. Это просто шок. Ты реально на этот мрак свет кидаешь. Благодарю за донат, Рамзес. Да, это был шок. Друзья, у нас нехватка фугасов под троном Аллаха и лайков под стримом. Согласен. Так.
Так, люди руки поднимают. Мусульмане есть, поднимайтесь. Что-то боятся даже. Я не видел, как маскируются. Этот Георгий что хочет сказать, интересно? Давно руку поднял. Кто-то спит на стриме. Всем привет. Привет. Меня Георгий зовут. Я хотел задать один вопрос, который уже озвучен был. Как раз странно, что на этом стриме насчет клятвы преступничества в исламе. То, что клятвы для них очень странная вещь, когда они могут поклясться тем, чего нет. И это очень странно, это очень максимально странно, когда идет речь о кефирах. Когда между собой для них это священно. А когда это клятва для кефира, он может поклясться чем угодно. Грубо говоря, своим пророком, своим Богом, чуть ли не Аллахом. Например, для них фраза «Я клянусь Аллахом» и так далее, вы понимаете, о чем суть. Это для них пустое слово. И я хотел бы спросить, в Коране есть такие вопросы, где клятва преступничества только для своих, или для кефиров тоже это похоть? Типа харам. Не, в Коране Аллах говорит, мы не спросим вас за ваши празднословные клятвы, но спросим за то, что вы скрепили клятвами. Поддерживайте свои клятвы, оберегайте их и так далее. Но также дается возможность для искупления клятвы. То есть это прямой текст, это прямой контекст в плане того, что типа для иноверных мы можем клясться чем хотим. А для своих... Не. Клясться для своих, для чужих разницы нету. Вообще, в принципе, клятва. Ты скорее имеешь в виду дозволение врать. Не мусульманину. Да, я и говорю то, что типа есть там разница между клятвами. Клятва тут ни при чем. Клятвы разницы нету. Для своих, для чужих. Ты можешь нарушить клятву. То есть, если ты клянешься именем Аллаха, это в любом случае клятва преступничества. Правильно я понимаю? Клятва Не понимаю вашего вопроса вообще. Клятва преступничества нету такого. Клятва преступничества между мусульманами и между кефирами. Кафирами. Нету разницы, я говорю, между кефирами, между своими. Я просто чисто я в Владикавказ ездил год назад буквально с туристической целью, и там встречал в Владикавказе мусульман, которые приезжали, так сказать, где Аллах не видит. Давай, дружище, без личной истории. Без личной истории. Короче, суть в том, что они клялись Аллахом, то, что заведомо ложное, заведомо, что они не могут сказать. Это уже грех самого человека, тебе скажут. Так я и спрашиваю, есть разница между своими или между кафирами, или без разницы? То есть перед Аллахом есть разница клясться перед своими, кто верит в Аллаха, и клясться перед неверными? Или это без разницы? Другого вопроса нету.
каждой цене ты можешь клясться как хочешь. Что угодно делай, если выгоду находишь, можешь нарушить клятву, и все. Есть путь освобождения от этой клятвы. 66-я сура, с 1 по 4 аят. Где конкретно описывается, где Мухаммад нарушал клятву, и где это дозволяется. Как, объясняется, как освободиться. Извини, пожалуйста, а повтори, какая сура? 66-я сура, с 1 по 4 аят. 64-я сура. С 1 по 4 аят. Ибн Касира читаешь, там есть источники, хадисы, все там приводится, где Мухаммад нарушал там клятву, сколько раз он это делал. Не все моменты там есть, но там некоторые есть. А еще много он нарушал. Очень часто делал. Все, спасибо за ответ. И последнее, что хочу сказать, то, что вот многие говорят, то, что там христиане, вот мусульмане говорят, что христиане там не ведают Бога своего, там Христа и так далее. Так, и многие мусульмане и Коран не читают, и свои заповеди не соблюдают, потому что если бы они свои заповеди соблюдали, они бы все бы сейчас в Иране были и жили бы в Ше. Ладно, всем спасибо, все, я вас всех люблю. Лучше. Добрый вечер. Недавно подписалась на вас. Сейчас смотрю ваши рилы, много чего нового узнала. Спасибо вам. И вам спасибо. Пожалуйста. Есть один чувак в Ютубе, Рауф Гаджиев, и он нам говорит, что Даль появится в Иерусалиме, там что-то станет какой-то конец света, он собирается туда, и было бы интересно, если ты разобрал бы его вот этот ролик. Ролик? Где у него? В Ютубе Рауф Гаджиев. Длинное видео? Не, она не... Видео называется «Когда выйдет Даджаль». Рауф Гаджиев. Я у наряда герел фотограф. Когда выйдет Даджаль? А чего придерживаться тогда, если все религии зло? Придерживайся, если меня спрашиваешь, то я могу предложить, не знаю, мои носки стирать, еду мне готовить, без проблем. Предложений у меня много найдется. 20 минут видео. Жить по совести. Я хочу вас предупредить, так же, как... Каждый человек, он свободный человек. Искра Божья. И он сам должен решать, чему ему следовать и что ему делать. Если он ходит, бегает и спрашивает, а что мне делать, как мне жить, то я тебе скажу, братан, можешь жить, я тебе там день кушать буду давать, будешь мои носки стирать, еду мне готовить, убираться у меня. Идеальная жизнь у тебя будет, братан. Не будь лохом. Сам будь хозяином своей жизни. Сам выбирай. Я не знаю, в следующем ролике можно его разобрать. Если он говорит, что в Израиле появится Даджаль, то он не попал во все три варианта, что сказал Мухаммед. Потому что Мухаммед, как всегда, противоречил самому себе. Сначала он сказал, он находится на острове в Шаме. Потом он вспомнил Аболту, что в Шаме нету никакого острова, и сказал, что он выйдет из Исфахана, с района Исфахана. Потом сказал между Ираком и еще чем-то, короче. Три варианта он сказал.
Но никогда он не говорил, что Даджаль появится в Израиле. Никогда. Как бы говорит, что Израиль дает всем открытые визы, и все вот неверующие, все кафиры собираются тут, и именно здесь Даджаль выйдет, а во всех там мусульманских не дают как бы там визы, чтобы вступали и что-то такое. Он даже вот в начале в этих 5 минутах уже все раскладывает там. Да, главное Израиль критиковать, короче. На Израиль это модно, короче. Все поддержат, никто никаких проблем не будет, никто критиковать не будет. Все будут только хлопать. А еще смешно он сказал, что появится Иисус и поразит этого Даджаля, потом тот пожрет там всех каких-то людей и всякое такое. У меня есть полностью материал по Даджалю. Это очень смешной персонаж. Я еще целую лекцию на ютубе делал, у меня есть там Даджаль, когда, где появится. Полная лекция по поводу Даджаля. Все материалы, все ходы записаны. Можем в следующем эфире продолжим Юсуфа Раисова, и этого тоже сделаем разбор. Он полный идиот, если он сказал, что он в Израиле появится. Идиотище просто, идиотище. Теперь в следующем эфире постараемся. Сейчас уже поздно. Чему следовать имелось в виду, где истина, не переводи в абсурд. Ну, зачем ты меня спрашиваешь? Я не знаю, чему тебе следовать. Я знаю себе, чему я должен следовать. Что я должен делать. Я только это знаю. А чему ты должен следовать, я не знаю, братан. Ты это сам должен выбрать. Это твоя жизнь. Ты сам несешь ответственность за свой выбор, за свою жизнь, за свою истину, за свою неистину и так далее. Парма, ты читал книгу Вадима Зеланда? Если читал, понравилось или нет? Нет, я не читал, я даже не знаю, кто это такой. Пусть следует Христу, Ичбин Ау тебе отвечает. Следуй Христу, да, пусть следует тогда Христу. И не ошибется, он тебе говорит. Получается, Бог создал людей и не разъяснил, где добро и зло. Но получается так, братан, получается. Если ты говоришь, что нет, Бог это разъяснил, то, пожалуйста, приходи на эфир, покажи нам, где Бог что-то сказал. И мы послушаем тебя. Потому что в Ютубе на компьютере идет, там программа, ну, настройки для микрофона. С РФ я уехал очень давно, 3-4 года, ну 5 лет почти что. Смотрите, где вам удобно. Моим ровесникам убил, получает. Приветствую, приветствую. Моя вера – это деизм. Вера в Бога вне религии. Ну, можно сказать, деизм. Тут более живой голос, там более такой бас. Какая разница, какой голос? Норм людишкам понятно, что голос можно изменить. Можешь сказать про Лугу и ее предсказание от Мухаммеда какой-то раскол? Луну имеешь в виду? Ну, это дешевая байка, что он Луну рассказал. Я не пытаюсь ничего доказать, я хочу, чтобы ты разъяснил свою позицию, потому что если Бог, и Он... Ну, ты меня спрашиваешь, получается, не получается, я тебе отвечаю, получается так. Бог и Он не разъясняет
объяснил, где добро и зло, и каждый может трактовать это по-своему, это логично. Ну окей, нелогично. Очевидно же. А в какой стране ты проживаешь? Не твое дело. Мало ли нужно, чтобы мусульмане знали, где ты живешь. Вот примерно в 13-14 веке индусы возродили сикхизм, чтобы противостоять проникновению ислама в Индии. Да, я знаю, есть такое. Тогда не говори, что ты придерживаешься разума и логики. Хорошо. Тогда не буду говорить. Слышь. Советую из Ирланда Карлоса Кастанеду. Карлос Кастанеда, я читал книгу «Путь воина духа». А еще книгу «Секрет», канал РЕН-ТВ и прочее. Короче, мусульман, походу, нету, да, больше сегодня? Сегодня такой лайтовый день у нас. На вайбе. На чили, на расслабоне. Пятница вечером, дискотека. Днем мечеть, вечером дискотека. Завтра зайдут. Кааба откуда взялась? Ну, Каабу построили язычники, арабы, чтобы хранить там идолов. Ну, это языческое капище. Потом пришел один бедуин, сказал, давайте поклоняться только одному идолу, потому что вон там евреи ходят, возвышаются там, насмехаются над нами, типа у них один бог, а у нас много богов, что мы тупые там, они возвышенные, давайте мы тоже одного идола оставим и тоже будем везде по миру бегать, резать, насиловать, убивать и говорить, что теперь мы возвышенные. Ну и убрали всех идолов, оставили одного там черного камня, одного идола. В общем, и сделали это место типа местом, ну это было местом паломничества язычников, арабов. Ну и решили это все навязать другим народам. Собраться вокруг одного идола, объединиться и пойти захватывать чужие плодородные земли. Потому что в этой мертвой богом забытой пустыне они жили как демоны, питались ящерицами, саранчой и хотели Персию, плодородные земли Персии захватить и Рима. Пармат, у тебя бывает, что ты разговариваешь с Богом, просишь его о чем-то? Нет, не бывает. Я не прошу у Бога никогда ничего. Потому что, ну, я верю в Бога, который все знает, который является сущим. И ему лучше знать, что мне надо. Я доверяю Богу. Я доверяюсь Богу, а не прошу у него что-то. Не из-за гордости или еще что-то. Просто для меня, это лично для моего мозга, это будет как лицемерие для меня. У меня просто такие установки. Ты сам творец своей судьбы. Кааба это не идол, это место направления. Ну да, естественно, покоренным рабам они это сделали место поклонения. Вот как сегодня, если бы Россия захваченным народом навязала бы поклоняться в сторону Кремля. Вот то же самое. Арабы захватили, вырезали, изнасиловали народы, их матерей, забирая их в пустыни, в гаремы, а потом заставили поклоняться в сторону их земли и возвеличивать их землю и их народ. Благодарю, Влад. То есть ты теист, веришь в одного Бога по-своему, верно?
да? Я не знаю, что такое Бог, но я точно знаю, кем он не является. В принципе, моя позиция. Как ты мог 20 лет придерживаться ислама, а сейчас стал буквально исламофобом? Нет, я не исламофоб. И я ислам критикую. Если бы я был бы исламофобом, я здесь не сидел бы открытым лицом. У меня этот эфир будет сохранен в YouTube, Таро. В YouTube антитеррор ЧРВ, читаем книги, напишите. Там сейчас идет этот эфир. И там он будет сохранен. Доктор, я не знаю, ты хочешь, чтобы я тебя блокнул или что? Сам не можешь уйти. Михась. Все, понеслась. Доброй ночи, уважаемые. Добрый, добрый. Доброй ночи. Если у кого-то есть вопрос, если у кого-то нет пока вопроса, можно я его задам? Ну, давайте вы первый. Извиняюсь, конечно, что максимально поздно такие тяжелые вопросы задаю. Вы несколько раз утверждали, Хармат, касаемо 66-й суры первого аята, получается, контекст не из послания, то есть про Марию Копскую, верно? Не помню, чтобы я такого говорил. Ну, там сура была, как раз-таки Геймер тоже об этом говорил сегодня. Можно не двигать микрофоном? Меня лучше слышно? Сейчас, да. Получается, это контекст не с послания той суры, где пророк, получается, так скажем, исполнил, ну, не супружескую миссию, долг, но вы поняли. И к нему пришла его жена и спросила, почему именно в мой день. Вот этот вот контекст. Вы именно употребляли, что это не из послания было именно в том контексте, так скажем, не спослано, извиняюсь за тавтологию. То есть, но есть другая версия про мед. Вы слышали про нее или нет? Про мед? Про мед, да. То есть могу зачитать, если вам интересно. Ну, я, во-первых, контекст про это нигде не говорил. Про Марию, что там мой день посланник Аллаха и так далее. Говорил я на этот аят, я даже помню. Ну, пожалуйста, что за версия, что там? Не, просто, если это не актуально, тогда просто от вас слышал именно в эфирах, что вы говорили это именно как о контексте не с послания как раз-таки первой суры Ан-Ниса. Вот. Если это не актуально... Ан-Ниса или 66-я сура. О, пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Да? Тут вы просто неоднократно указывали, что, получается, контекст не с посланием. Он, конечно, там и указан тоже в некоторых тафсирах, что контекст не с посланием был как раз-таки, ну, та ситуация с Марией Копской, ну, прекрасно знаете, я думаю, мне вам объяснять не нужно. Просто мне интересно было узнать то, что ваше мнение насчет того, почему вы не говорили про другое мнение среди ученых, где говорится как раз-таки
Вот другой версии не с посылания о меде. Вот. Она тоже приводится в хадисах. И она считается более достоверной, чем хадис, где контекстность посылания был Марии Копской. Вот. Ну, в ситуации вот этой конкретной. Где это зачитать? У кого оно есть? Секундочку, вы можете подождать? Надо просто тогда файл свой открыть мне. Посмотреть источник. Сахих аль-Бухари 52-67. Ну, я имею в виду этого аята там. Про этот Ну, аят там говорится. именно про этот аят, да. Контекст. Сахих аль-Бухари, хадис. 6000. 52-67, если не ошибаюсь. Он сказал. 52-67, да? Да, да. И Сахих Муслим еще 14-74. 62-67 Сахих Бухари, да? 52-67, 5-2-6-7. Можешь повторить, дружище? 60. Богдан, говори, что ты хотел сказать. -1. Богдан, алло. Уважаемый, слышно меня? Да. Смотрите, уважаемый, я слушаю вас уже, давненько, Вы в своих познаниях, в своей религии, вы ее досконально изучили, досконально знаете ее, в исламе, да, А вот смотрите, вы разочаровались в свое время, да, по вашим суждениям, так смотрю. То есть, смотрите, в данный момент времени у вас как мировоззрение после того, как вы разочаровались в исламе, в своей религии? То есть у вас есть какое-то мировоззрение, то есть не по религии? Каратист. Деизм у меня мировоззрение. Армат 52-67 долларов Бухари. Там наоборот про мед говорится, про то, что мы любим, там нету, там, не знаю, что он там говорит. У меня один вопрос. Он и также передается, что... У меня один вопрос, извините. Сообщается, что раньше был довольно, Аллах сказал, пророк часто задерживался у Зейна бин Джахш, у которой он пил мед. И однажды я говорил с Ховсой, что кому бы из нас он не пришел, мы будем говорить ему: ты ел камедь, поистине я ощущаю от тебя ее запах. Когда пророк пришел к одной из нас, она сказала ему это, а он сказал: нет, но я пил мед у Зейна бин Джахш, и я никогда больше не стану пить его. Тогда было ниспослано: о пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах? До слов, если вы обе покаетесь перед Аллахом. Слова: вот пророк открыл тайну одной из своих жен. Речь идет но я пил мед. Уважаемый,
Подожди, тут очень серьезная тема. Хожелш, хилма холиш, я страшно хожелш. Зайна по хожелш, лог кешамуат покорбат, ала зайна панзо. Мадар из хадиса идут в дючте. Да. Ну, во-первых, я думаю, что... Дасама издияцу поэмру, элла гидухцига. Ну, и, во-первых, я не считаю, что это толкование более достоверно, потому что он здесь не клянется Аллахом. А в том аяте, где он запрещает себе Марию, он именно клянется Аллахом, что она больше, ну, что она запретна ему. А тут он не клянется. А клятва, как мы знаем, от клятвы что-то надо же. Аллах поклялся, как-то надо искупиться от этого, оправдаться. Тут более логично, и мне кажется, что правы-то тавсирологи, что именно приводит тот хадис о том, где этот аят не спослан. Но он здесь говорит, ну я пил мед, я больше не буду его пить. Он себе это не запрещает. Если бы он сказал бы, клянусь Аллахом, я больше не буду его пить, то это опять же, как бы, его выбор там не пить мед, ему не понравился мед. Алло, Там Мария это именно ему дозволенная наложница, но он и запрещает себе наложницу, то есть совокупляться с наложницей. И клянется Аллахом, он запрещает себе это. Поэтому А насчет меда он разве там не Что это мед? Подожди, брат, объясни нам, дуракам, что такое мед. Но я не давала и мед дать в садик, ты свободня. Нет, но я пил мед у Зейнаб бин Джаш, и я никогда больше не стану. Все. Ну какого хрена именно упоминает мед у Зейнаб бин Джаш? Что в другом месте меда нету, что ли? Ну, я-то знаю прекрасно, что Кто-то бурдюк с медом подарил, короче. И он часто задерживался у нее, короче. Из-за этого у тех ревность появилась. И они договорились между Айшей и Хавса между собой, что будем говорить, что от него воняет. Так как Мухаммаду якобы, в кавычках, не нравилось, что от него, когда исходит неприятный запах, он из-за этого якобы поклялся Аллахом, что он не будет больше. Не, он не поклялся, он здесь говорит просто, я никогда больше не стану пить его. Поклялся он именно с Марией. Он сказал, клянусь Аллахом, она мне запретна. Когда Хавса застукала его со своей рабыней на своей кровати, на кровати Хавсы. В ее день. Просто почему такой вопрос я именно задал? Получается, если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, это все не из-за лжи, а может быть из-за невежества. Получается, вот это мнение с Марией, она, получается, описывалась только в тафсирах? Или есть тоже хадис достоверный, который как бы поясняет контекст ниспослания? Просто как будто если Сахих Муслиме это достоверный хадис, то как будто это мнение должно быть более... это тафсира и приводится хадис там. Ну там, по-моему, из Муснада Ахмада. Он еще, Муснад Ахмад, он раньше, чем вообще Бухари. Самый первый сборник хадисов. Или из Бухари, я точно не помню, там в тафсире надо посмотреть. Там именно приводится хадис, что он как Марию запретил, она его застукала, бла-бла-бла, и все дела, и он поклялся. И тогда вот был ниспослан этот аят. После этого он себе ее обратно дозволил. Понял. Можно еще один вопрос задать? Можно. Тоже по источнику. Неоднократно тоже вы упоминали, но это есть и в тафсире Ибн Касира. На 9-ю суру, 29-й аят. Получается, пакт Умара, договор, который он заключал. Можете вспомнить про него, да? Поняли, про что я говорю? Ну, пактом Умара мы не можем запретить аллаховский аят, слова Аллаха. Не-не-не, тут вопрос в том, что просто хотелось бы узнать достоверность этого пакта, потому что, насколько я знаю... Достоверность этого пакта прямо там и тебе говорится. Это приводилось от столько многих людей, что этот пакт даже не нуждается в достоверности.
Это многих Его можно во многих книжках, во многих источниках, что по единогласному мнению этот пакт принимается, и он вообще не опровергается и не осуждается. Именно Это по я тоже причине слышал. того, что это, ну, вот это и есть достоверность. Ну, я слышал, что это именно историческое, касаемо именно Иснада передачи. Ну, я вас понял. Парма, у меня один вопрос. Зачем мне в 7 веке живший Умарик, когда у меня есть аят сейчас на руках, в котором Аллах говорит, заставлять платить неверных джизю в униженном состоянии? Какого черта мне нужен Умар и чем он занимался? Тут мне Аллах прямо Ну, указывает. там еще пакты Умара, там вообще, ну, он большой, там еще ограничения, Можно сказать, отличительные это, знаки и так далее, бла-бла-бла. просто почему, это, понятное дело, насчет суры, просто ее, как вы знаете, могут по-разному толковать. И этот пример, он как бы идет пакт Умара, который в Тафсире, именно как получается... Умар не пророк, не Аллах. Умар никто вообще в религии. Не-не-не, я к тому, что именно этот пример, пакт Умара, упоминался, ну, чтобы привести в качестве примера, как должны дань платить, наверное, не знаю. Вот, как должна система политическая, шариатское установление, получается, задействовать в сторону людей ими. Да, я вас понимаю, но извините меня, Умар никто в религии ислам, потому что Умар не пророк, не всегалактический Аллах. Умар кто такой? Умар человек обычный, смертный. Не, ну да. Да, Просто... мы должны руководствоваться словами Аллаха, аятом, и хадисами пророка достоверными, сахих. Все. Умарик не ночной охотник, который не давал женам пророка нормально фугас ночью ложить. Созвучно у вас. Не, я понимаю вашу позицию, я просто к тому, что я как раз таки сказал, разные суры, ну не разные суры, а суры иногда трактуют по-разному. Некоторые говорят, что это было ниспослано только в контексте какого-то одного похода в 626 году, не помню куда. Вот. Но чтобы понять именно глубину, мы можем опираться именно на пример Умара. То есть то, что даже после смерти пророка этот аят, он как бы использовался для, так скажем, распространения. Вот. Я поэтому уточнить хотел его достоверность. Поэтому именно факта этого. Можно азан в Инденте? Ладно, в принципе, это все были мои вопросы. Спасибо большое за ответы. Можете меня выкидывать отсюда, так сказать. Хорошего вечера. И вам доброго вечера. Уважаемый ведущий, разрешите поинтересоваться у вас? Давай. Ну вот смотрите, допустим, да, вы в познании своей религии, вы произошли и изучили ее. Но смотрите, допустим, да, вот я вас поинтересовался, вы к какой конфессии относитесь? Я атеист, да? Атеист. Смотрите, а вот, допустим, как вы относитесь к теории Дарвина, типа, как люди произошли, ну, теория Дарвина, там есть религии разные. Вы как по этому поводу? Ну, Отношусь нормально. то есть это теория эволюции, как бы, ну, или как это, ну, вы подкованный, образованный, умный человек, как вы к этому, к теории Дарвина, там, к теории эволюции, как это вы относитесь к этой теории? Ну, хорошо отношусь, но она никак не противоречит моей системе вероубеждения, моему вероубеждению. Ну, Бог запустил с одной клетки жизни, и все. Ну, то есть, смотрите, и вот смотрите, вы думаете, вот, допустим, вот с одной клетки вот просто мог такой возникнуть человек, компьютер, организм такой именно с ДНК, со всякими, то есть это просто вот так вот могло вот так вот просто от теории эволюции возникнуть, ну, по вашему мнению, как вы да, почему на это рассмотрите?
Это имеет место быть? Конечно, конечно, это имеет. Ну, мы сегодня продолжается эволюция. Вон, вирусы эволюционируют вместе с нами. В генах находятся вот эти болезненные вот эти точечки в гене, которые до сих пор у приматов, у кошек и так далее на этом периоде сохранились. Мы эти точки вставки в геном вот этих мутаций собираем, у нас они все присутствуют. Те же самые абсолютно ненужные, как они называются, эти органы, ну, которые они не нужны абсолютно, не имеют никакой пользы. Рудименты и атовизм. Рудименты, да, рудименты. Рудиментарные вот эти органы. Там, например, глаза у енот, как это, земляной вот этот енот, у него под кожей. Крот, да, под кожей у крота глаза. Абсолютно ненужные, бесполезные глаза. Он не видит их. Наши зубы, вот эти мудрости, тоже с вот этой большой челюсти, которые нам достались. Абсолютно ненужные, вызывают, наоборот, боли. Иногда не вырастают вообще ни у кого, иногда вырастают с болью. Толкают зубы, они искривляются. Толкают зубы, да. По мере прорезывания. Ну, то есть, знаете, вот, смотрите, вот я хоть свою мысль выразить до точности, может, я не могу, но то есть, допустим, с одной клеткой вот такой организм человеческий, ну, мозг человека — это компьютер, то есть, ну, с одной клетки просто вот такая жизнь, вот такая сложный организм, как человек, он, ну, мне кажется, это просто, ну, как бы... Дружище, сама одна клетка — это, ну, огромный мир, это целая вселенная. Если для тебя это посмотреть на клетку, это какое-то, ну, маленькое что-то, то если ты войдешь в эту клетку, там целая вселенная в самой клетке. Так что... Органы, причем разные органы дефекации, много органелл внутриклеточных. Там целые заводы работают, короче, поставляют, там, логистика целая, там. Ну, это тоже отдельная вселенная клетка, это не просто... Не В моих клетках врачи сказали, шайтаны гуляют. 100%, абсолютно верно, абсолютно верно, абсолютно верно, подтверждаю, абсолютная истина. Друзья, тогда я уже больше не могу, у меня спина больше... Не, уже... Азан Винденда напоследок. Präänik staan, bublik, stuur, do, valet, ja, ugdolčar. Ja, ugdol, direkt, šalet, Азан Винденда. Associa заблокирует лап, да. Het zijn gewoon, ja, ugdolčar, direkt, šalet, valet. Сейчас началось там, зубы нужны, сиськи, зачем мужчине нужны, скажите мне, соски тогда. Зачем? Прокормил его дядя сиськой. Соски мужчине зачем нужны? Скажите мне, почему тогда наш... Почему тогда наш репродуктивные, это половые органы называются, да? Или неправильно? Да. Почему наши репродуктивные органы находятся прямо на месте, где мы откладываем все это, канализации? То есть представьте, не знаю, маленького ребенка положить возле, не знаю, туалета, короче. Почему у нас у всех спина болит? Ну и так далее. Потому что мы стали прямоходящими. Потому что Аллах так пожелал. Ну да, конечно. Бипедальность появилась. Наши репродуктивные органы находятся друг друга рядом, потому что мы ванну и туалет по этому же принципу строим. Рядом. Видел кефиры как строят? Ванна и туалет, ванна и туалет. Это поэтому.
Главное, мозгами думают, а не мышцом, как мусульмане. В основном с мышцем думают, сердцем, чем мозгами думают, короче. Так что главное, мозги включать. Давай, латы, эти локи, колоты, там, чудово. Вал азан исполнит азан. Давай, я не там, это, ойлам, да, на концу. Это, я, ула, азан, да, нормально. Ому, Вассаляму. Голос настроен. Все, голос настроит, да. В Телеграме тоже, в Ютубе тоже, в ТикТоке тоже, в Фейсбуке тоже эфир. В Инстаграме тоже, да. Я тебе гамаш. Как что это? 150 geçnesi. 150. Там, да, стало бесплатно на езду добавиться. Каждую просроченную ночь по 50 какие что, а? Yuhalur dışarı bu da inşallah da Allah da yolda alınmadı boş. Ne istiyoruz bu? Allah'a vur boş. Это не правильно. Allahu Ekber. Hayy ala maşallah. Hayy ala maşallah. Hayy ala Allah Pugaçova. Hayy ala yolmuş Filip Это очень интересно, но ничего не понятно. Hayy ala nalevo. Hayy ala nalevo. Hayy ala nabravo. Hayy ala nabravo. Allah Ekber, Allah Ekber. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Бегал то собрался. Короче, 150 евро долгов. 232 человека. Скиньте там по 1000 евро. Ура, ура! Браво! Браво! Все, друзья, Это тогда... вашему хлопанию меня делайте, спасибо. Михаил, благодарю за подарок. Друзья, тогда благодарю вас за подарки на ТикТоке. Извините, что не успеваю за подарки постоянно. Времени хватит вас очень много. Спасибо вам, что поддерживаете большое. Кто донатил сегодня, большое спасибо. Кто лайкал, кто смотрел, кто переживал, кто участвовал. Админам, геймер. Аллаха посылал тоже. Большое спасибо всем. Ему нужно перестать. Он не пьет, он такой. Это было бы хорошо, если бы он пил. Просто перестал бы пить, и нормально было бы. А он такой человек. Тут как бы наоборот. Еще хуже, братан. Бисмилля, меня Аллах таким создал. Альхамдулилля. Все. Никаких шансов. Все претензии в канцелярию Аллаха. Поэтому, как его,
Исрапиловичу и этому Жабраиловичу пишите прямо на их электронную почту. Да, друзья, творческой команды нашей пользуясь случаем. Тоже спасибо админам, модерам. Всем большое спасибо. По традиции прощаюсь с вами традиционным чеченским приветствием прощания. Маршу, оставайтесь свободными. Тебе спасибо, Фарвар. Адыхин. Адыхин. Adike.